хорошо. Это телефончик вам не важен? Эксперимент планируется. Нет, это тот. А вот это ваш? Попробуйте, включите. Я тогда выйду из текста. Хотела, что? Время уже вышло, уже 10 минут, как должно было быть все. Все, да? Все включил, да? Трансляцию? Ты включил трансляцию, все ушел, да? Все, да? Больше не можешь? Да. Вообще должна через... Я понимаю, как YouTube запись или трансляция? Трансляция. Трансляция онлайн. Ну, а там, наверное, есть, да, запись. Запись остается, да, она будет. Ссылку нам. Дорогие коллеги, Ну, мы там, тогда наверное, не ждем. ждем, так? То есть мы пока в таком составе поработаем с вами. Да. У нас еще будет 2 выступления. Подъедет коллега из Эшвуда, Рябова Ольга Николаевна, будет свой опыт представлять. Начнем работу нашего коворкинга, нашей площадки, которая называется «Технологические, организационные и методические аспекты деятельности методических объединений библиотеков». Мне на самом деле сегодня очень приятно с вами познакомиться, поскольку с членами наставных языков я не работала, это первый мой опыт организации такой деятельности, именно собрать вас сегодня всех вместе, чтобы вы поделились опытом. Я сразу хочу сказать, что сегодня перед вами будут выступать и учителя английского языка, учителя немецкого, учителя французского. Я думаю, что в любом случае каждый из вас для себя новое откроет. Думаю, что можно сейчас уже нам начинать работу нашей секции. И я предоставляю слово Елене Германовне и Ксении Станиславовне, да, совместный доклад, который посвящен конкурсу «Наставник года». Да, я сейчас расскажу. Хорошо, все, спасибо. Слово, коллеги, даю. Так, то есть нам сесть, да? Вы можете стоять, как вам удобно. В любом случае, пока Ксения Станиславовна настроит, да, сейчас презентацию, скажу несколько слов. В этом году в нашем городе проводится конкурс «Наставник года». Я так понимаю, что, наверное, впервые, потому что за все время работы я еще в таком конкурсе не участвовала, хотя участвую обычно и уже имею большой опыт участия в разных конкурсах. Так вот, в рамках конкурса необходимо было представить свой опыт работы по тому, как мы делимся опытом с молодыми учителями иностранного языка, в частности. То есть нужно было собрать некое портфолио, которому представили цель, задачи нашей работы и определили механизмы реализации этой программы. Конечно, там нужно было также похвастаться своими достижениями, как наставника, так и наставляемого. Ну и вот мы оказались в финале этого конкурса. И второй этап конкурса – это мастер-класс. Вот этот мастер-класс мы хотим вам сегодня представить. Ну и это своеобразная репетиция, потому что в 15:30 у нас онлайн-включение, и мы сразу же побежим туда, он тоже будет в Zoom. Поэтому можете даже указать, если какие-то у вас будут рекомендации, потому что вы опытные коллеги уже, может, подскажете нам, как все это делать правильно. Да, потому что вы первые, в общем-то, кто вообще этот мастер-класс представляете и видит. Да. Так что мы его представим. Ну, правильно здесь стоим, да? Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу представить моего наставника Елену Германовну. А мне наставляемую Ксению Станиславовну. Мы учителя английского языка технологического лицея. Ой, Елена Германовна, у нас тут мастер-класс, а нам письмо пришло, извините. Да вообще имейл, конечно, везде. Письма постоянно приходят. И даже в проекте ЕГЭ 2022 мы должны перестроиться и научиться писать имейл. А как его писать? А самое главное, как детей учить писать имейл? Ну, ничего страшного, Ксения Станиславовна, мы уже умеем работать и справляться с нашими проблемами. Уже составлена у нас программа, которая называется Be a Teacher, будь учителем-отличником, будь лучшим. И мы знаем, что эта программа помогает нам, помогает вам, молодые учителя, справиться со всеми проблемами, а реализуем мы эту программу через механизмы, такие как Listen, Look, Ask, Join, Control. Попробуем? Итак, у вас на столе есть памятка, да, шпаргалка для молодого учителя. И там отражены основные как раз таки механизмы. Это listen, послушай,
инструктаж. Look – посмотри, учись на примере. Ask – спроси, задай вопрос, если они у тебя возникают, а они обычно возникают. Да. Join – присоединяйся, работай в паре или в группе. Ну и control – Анализируй успехи. анализировать, да, свои успехи. Можно присесть? Да, ну ладно, хорошо. Итак, ну что ж, наша шпаргалка, вспомнили нашу шпаргалку, и все тоже ее посмотрели. Ну что ж, Елена Германовна, какой план нашей работы? А это же первая наша задача – listen, инструктаж. Я думаю, мы должны узнать структуру письма, написание письма, мы должны изучить критерии оценивания, мы должны рассмотреть разные примеры, ну, попробовать составить памятку шаблон и попробовать сами написать письмо. Имейл, вернее, уже не письмо. Так, Хорошо. я тут подготовила методические рекомендации, изучите, что вот вы можете, это мой опыт работы. Ну что ж, я выяснила, что, во-первых, в задании требуется написать личное, теперь уже электронное письмо другу. Имя указывается в задании. Необходимо полно и точно ответить на 3 заданных вопроса. Необходимо также задать 3 вопроса другу на конкретную тему. Ну, количество слов, диапазон слов тоже не особо изменился. Количество допустимых слов 90, 154. Ну и считаем слова, все слова, в том числе предлоги, артикли, ну и другие служебные части речи. Отлично. По-моему, здесь не сильно изменилось, да? Но мне кажется, что в интернете очень много примеров уже более опытных коллег, которые тоже озадачились уже этой темой, и можем поискать, что они предлагают нам. Давайте поищем. В интернете это у нас есть сайт. Так, просмотрим быстренько. Ну, здорово. Итак, что узнали? Ну что ж, я ознакомилась с планом письма. Начинаем мы с обращения. Теперь уже мы не пишем адрес и дату, как было это раньше в письме. Мы начинаем с обращения. Имя, опять же, указывается в задании. Мы благодарим за полученное письмо и ссылаемся на предыдущие контакты. В общем-то, все, что было, да, в личном письме. Затем отвечаем на 3 вопроса с помощью каких-то выражений, связок. Затем задаем 3 вопроса другу, тоже с помощью каких-то фраз, связок. Затем выражаем надежду на дальнейшие контакты, завершающие фразы ставим, ну и подпись без точки. Без точки. Отлично. Так, узнали опыт коллег. Ну, я думаю, теперь нужно поработать вместе. Пора составить нам памятку, шаблон, чтобы ребята могли им пользоваться при написании писем. Согласна. Что же мы напишем? Ну что ж, основываясь на том, что мы узнали, на плане, который я изучила, мы можем составить следующий шаблон. Dear имя. Далее поблагодарим за письмо. Например, thank you for your recent message. I was very glad to hear from you again. Ну, как одна из шаблонных таких клише, да, которые мы можем использовать. Затем мы отвечаем на 3 вопроса, используя слова связки. Например, you asked me about. Well, I can say that. Затем задаем 3 вопроса тоже с помощью слов, фразы, связок. Например, I'd like to ask you some questions about. Затем завершающая фраза hope to hear from you soon. Write me back soon. Затем подпись best wishes, all the best. И имя без точки. Да, Хорошо. Так, ну, по-моему, неплохо получилось. Осталось распечатать и раздать детям. Согласна. Елена Германовна, наше там пришло письмо в самом начале мастер-класса. Давайте прочитаем, что нам пришло. Да, интересно. А письмо-то у нас по теме. Кому пришло? Наставникам. От кого? От молодых педагогов. А тема этого письма – проблемы молодых педагогов. Ну, Ксения Станиславовна, вам, значит, читать письмо. Итак, дорогие учителя, наставники, мы, молодые педагоги, только что окончившие вузы, ежедневно сталкиваемся со множеством проблем. Как провести урок так, чтобы учащимся было интересно?
как выполнять ежедневную работу с документацией и при этом находить время для творчества. А самое главное, как стать успешным учителем, отличником, A-teacher. Кстати, мы вместе с наставником участвуем в конкурсе «Наставник года». С уважением, молодые педагоги. Я думаю, что тут еще не хватает задания. Мы должны ответить на полученные 3 вопроса и задать 3 вопроса о конкурсе «Наставник года». Давайте попробуем это сделать вместе. Мы ведь научились? Да, мы предлагаем вам также попробовать ответить на 3 вопроса, которые пришли нам в письме. Вот шпаргалочку, которую вы получили, вы можете открыть и внутри написать. Первый вопрос был от Ксении Станиславовны. Как провести урок так, чтобы учащимся было интересно? Мы дадим вам какое-то время, да? Подумать буквально чуть-чуть. Да, можно Да, туда можете прямо записать. Сразу видно опытные педагоги. Они пишут много. Есть чем поделиться. Ну-ка, посмотрим, что у вас получилось. Давайте представим. На первый вопрос я предлагаю следующий посыл. Учитывать уровень знаний учащихся на данный момент и идти от простого к сложному. Замечательно. А у вас какой получился Спасибо. первый вопрос? Я считаю, что важно, чтобы тема была актуальна возрасту учащихся, да, и вот если тема интересна, актуальна, дети будут говорить, начинать хотя бы по-русски высказываться, потом короткие предложения на английском языке смогут сформулировать. Здорово, хорошая связь, Спасибо. да? Так, Вас тоже Удобно. ответили? Я написала, что надо быть креативным, творческим педагогом и вдохновителем. Здорово. И, наверное, любить свою работу. Так, Мгм. Ну что ж, Елена Германовна, может быть, вы тоже ответите? мой ответ вот на тоже на вопрос? экране. Считаю, что учитель не может останавливаться в развитии, постоянно изучать новые технологии, приемы, формы работы и, конечно, пользоваться накопленным опытом коллег, то есть лук. Мы тоже не останавливаемся. Следующий. Ну что ж, следующий наш вопрос в нашем письме. Как успевать выполнять ежедневную работу с документацией и при этом находить время для творчества? Предлагаем вам тоже нам помочь немножко ответить на этот вопрос, попытаться. Так, уже есть предложение. Я предлагаю ежедневно составлять планы работы и ранжировать уровень веса того, что нужно сделать. То есть, если этот вес очень тяжелый, значит каждый день по чуть-чуть. Если это что-то разовое, сел и сделал. Поставил в этом точку, чтобы к этому не возвращаться. Спасибо. Здорово, да? Да, это очень сложно, поэтому или же забыть, что у тебя есть семья, жить в школе, но действительно, чем-то мы жертвуем в своей профессии, и как-то превратить работу с документами в творческий процесс. Круто. Да, Использовать новые технологии Да. Google Form. Опять же, да. кстати, да. Да. Мгм. Я написала сбалансированно подходить к делу. То есть Это руководитель должен сбалансированно давать задания. Мгм. Чтобы сбалансированно подходить к решению вопроса.
Спасибо. Ну что ж, Так, Елена ну, Германовна. Ну, что я насчет вообще вас? согласна со всем, что сказали коллеги. Ну, я вот такой человек, я люблю работать в команде. И мне всегда кажется, что любая работа легче, если она выполняется совместно с наставником, с коллегами. Можно свернуть горы. Join. Работаем вместе. Ну и последний вопрос. Как стать успешным учителем, учителем-отличником, A-teacher? Есть уже ответы? Тут полегче. Учиться, учиться, еще раз учиться. Да, здорово. Мгм. Много работать, быть преданным своему делу и никогда не сдаваться. Спасибо. Ну, насчет много не согласна. Скажу так, любить работу, любить новшества, не все к этому готовы, и быть на одной ноге с учеником в плане познания, то есть открывать для себя вместе с учеником то, что для него ново, и обязательно станет для тебя. Спасибо. Замечательные ответы, да, Вообще. Ксения Станиславовна? Здорово. Ну, я немножко прозаично посмотрела, потому что подбираюсь к своей шпаргалке. Конечно же, выстраивать свою профессиональную карьеру, а профессиональная карьера учителя ведь включает в себя и участие в различных профессиональных конкурсах, как тот, в котором мы участвуем сейчас. То есть собирать портфолио, а значит анализировать свои успехи, может быть, какие-то неудачи, постоянно учиться. То есть, в принципе, со всеми согласна. Так. Спасибо вам, уважаемые коллеги. Но Вы, еще не вы всё. нам помогли составить письмо. Нет, еще. Мы же еще не задали вопросы. Точно, Это Елена тоже. Германовна, спасибо, что вы напомнили. Да. Какие бы вопросы вы задали о конкурсе? Мгм. Ведь в письме нужно задать еще 3 вопроса о конкурсе. Какие бы 3 вопроса вы задали о конкурсе? Давайте. А можно вернуться в изначальную позицию письма? Само письмо. Мгм. Кстати, да, логично. Там ведь указано. Это Задайте да. 3 То есть мы вопроса ушли уже от этого. о конкурсе. Мгм. Мы вместе с наставником участвуем в конкурсе «Наставник года». То есть задайте 3 вопроса о конкурсе. Сколько из скольки этапов будет состоять данный конкурс? Хорошо. Что вы ожидаете от конкурса? Отлично. Кто имеет право участвовать в данном конкурсе? Есть ли какие-то рекомендации для тех лиц, которые в нем могут участвовать? Отлично. 3 вопроса. Может, еще тут просто людей больше? Уже задали. Уже задали. Здорово. Как долго вы готовились к этому конкурсу? Ага, хорошо. Ну тут у нас видовременная форма немножко поменялась. Ну пусть. Да, Ничего страшного. Да. Да, ну ничего страшного. Мы тоже задали вопросы. Но кто же Что бы прям вы мне? спросили? Да, Елена Германовна. Я бы спросила, чем был конкурс полезен наставникам? Ну тогда я задам вопрос, чем был конкурс полезен наставляемым? Ну и наш следующий вопрос. Помог ли конкурс найти решение проблем молодых педагогов? Так. Ну что ж, Елена Германовна, мы написали письмо совместно с нашими коллегами. Спасибо. Ну что ж, давайте посмотрим, все ли у нас есть. Обращение. Есть. Ответ на 3 вопроса. Есть. Задали мы 3 вопроса о конкурсе. Спасибо, Елена Германовна, что напомнили, что бы я без вас делала. Завершающая фраза. Подпись, И подпись в листочке. Отправляем. Ну что ж, отправляем его Ну, туда. всем. Да, всем. И ждем. Ждем ответа. Ну вот такой у нас был мастер-класс. А можно вопросы отправляем куда? Ну, всего. Вообще изначально мы его отправляем членам жюри. И... Да, то есть да. Да, мы сейчас его будем представлять и отправлять. Ну хорошо, мы скажем, отправляем это письмо вам, члены жюри. Да, Мгм. Если честно, даже не знаю, кто там подключится еще. А может быть, члены жюри уже сейчас все это посмотрели, сейчас скажут. Когда не успели? Нет, еще. Ну ладно, Мы вам хорошо. желаем удачи, Спасибо, успехов, чтобы спасибо. вы стали первыми. На самом деле очень интересно, креативно и как-то мы втянулись даже. Да, в форме Да, игры очень да. даже интересно, тогда если представить детям даже в 9 классе, которые Вообще ведь языком наставничество это сейчас очень популярная тема. Практика наставничества не только
взрослые, да, то есть учитель, опытный учитель, молодой учитель. Мы можем ведь наставляться и наоборот. Я, например, в технологиях меньше, если понимаю, молодежь больше. Она может наставлять меня. Теперь у нас также ведь и не РДШ, но это вот наша вообще реализуется в лице, да, не только. У нас есть старшие дети, берут наставничество над младшими и помогают им где-то в подготовке мероприятий. Вот у нас в лицее учатся 4 параллели с 8 по 11 класс, и сейчас практика наставничества вообще активно внедряется. То есть старшеклассники берут себе из 8 классов подопечных, помогают им адаптироваться, ведь у нас ребята поступают из разных учебных заведений, им трудно вот пережить эту сейчас перестройку, да, они помогают адаптироваться, помогают с уроками, и как-то это вообще, вот если бы еще не ограничения в общении, так у нас было бы вообще все замечательно. Но эта практика сейчас очень активно используется, внедряется, но, видимо, потому что проблемы у нас с молодыми педагогами, вообще с молодежью в любой сфере, наверное, и мы хотим удержать молодых. Я надеюсь, что мы Ксению Станиславовну удерживаем. Ни за что не отпустим. Она, кстати, сейчас в декретном отпуске находится, но она пришла мне помочь. Она мне пришла помочь. Мы команда иначе, конечно. Вот так. Спасибо. Спасибо большое. Я, так, Лена Георгиевна, вы не торопитесь, да? да, мы, Вы покидаете. да, вот, к сожалению, поэтому я бы хотела, вот с кем мы сегодня поговорим? Чтобы у вас не возникало и время сэкономили, да? Еще раз покажите, чтобы люди окунулись в содержание. Кстати, да, хорошо, сейчас прибежим, может, и поставим. То есть еще раз напомнить письмо нужно. Хорошо. А у вас где-нибудь будет запись сохранена? Мы не знаем, вот нам ссылку сейчас в Zoom пришлют в лице 15:30. А у вас же тоже будет Сейчас в запись? данный момент кто-то тоже защищает. Вы не хотите на уровне ГМО провести мастер-класс для учителя английского языка? Это всего 20 минут. Через чей Елена Германовна, конечно, я как заведующий кафедрой филологического образования вас приглашаю Ксении Станиславовне прийти семинар, что-то типа... Здесь тоже есть практики наставничества? Мы сейчас подождем результаты. Не нужны результаты. А мы уже их увидели, потому что это работает. Да, но у нас... Поэтому в плане на... Вы вообще увидели, да? Вот вы не были, вы не знаете документы. Вы ведь вообще поняли, что мы здесь показали механизм. Как мы работаем? Да, конечно. Как мы реализация английского языка. Мы просто вчера показывали это перед своими коллегами. Да, мы что И, да. В общем, мы получили массу замечаний, но и в то же время нас фидбэк. Да, Тоже классно. Да, мы всегда так. Еще одна апробация. поэтому спасибо. Хорошо. Да. Вы звоните мне. Так, слушай, Да, можно можно сказать? Шпаргалку сыграть. Шпаргалку, кстати, я тоже люблю, которую составляю. Можно программу? Да. То есть надо чуть-чуть. Вы знаете себе? Да-да-да. Ну, самое презентация. Хорошо, все. Ну, На все, связи. мы пропустили еще. Вы все пропустили, вы первым выступали. А вы вообще самые первые. Ну да. Вы тоже будете выступать дальше? Нет, я... Мы вас хотела посмотрим. слушать. Мы вас посмотрим. Хорошо. В записи мы Да. посмотрим. Вы, кстати, тоже нас можете посмотреть, потому что у нас В же смысле, сейчас запись записывают. какой Скажите, запись? ссылки Нас это сейчас те, которые записывают. указаны в программках, да? Да, вот. Нам сказали, что нас сейчас записывали. Поэтому посмотрите нас. Елена Германовна, это ваше. Вот это еще тоже знают наши, а не наши. Подожди, Удачи вам. Да, это мы здесь спасибо. Спасибо. Елена Германовна, вы одну взять? Да, возьми одну штуку. А наш текст? Все сюда. Все, мы лучше рубрика. Уже мы Даем слово Ольге Юрьевне Якушиновой, учителю немецкого языка из 21 школы. Ольга Юрьевна нам представит опыт в своей работе по системе сопровождения одаренных детей. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня представляю работу группы учителей школы номер 27 особого углубленного изучения немецкого языка города Сыктывкара. Каждый учитель мечтает о том, чтобы на его рабочее время, на его жизнь выпали те дети, которые называются одаренными, и работать с ними было бы очень хорошо. На самом деле этих самых одаренных детей нужно найти, нужно провести диагностику, и начинать это надо очень рано.
буквально с начального звена. Нас, учителей иностранного языка, а именно в нашей школе 12 человек, из них 8 учителей – это учителя, которые реализуют программу углубленного изучения иностранного языка. И по центру у нас стоит госпожа из Германии. Она покинула город Сыктывкар, но благодаря ему 5-летнему пребыванию в Российской Федерации, именно в стенах нашей школы, мы подчеркнули для себя богатый опыт работы с теми детьми, которые имеют способности, возможности, огромное желание изучать иностранные языки не с целью изучить язык, а активно использовать в жизни и профессиональной деятельности. Для того, чтобы реализовать эту программу, на начальной стадии нужно ребенка заинтересовать. Для этого были созданы ряд программ, которые реализовывались с 1 класса, несмотря на то, что нет иностранного языка по программам в базе ФГОС, они только с 1 класса начинаются, и завершая начальным звеном. Посредством чего это все выполнялось? Это веселые минутки, фольклор русского и немецкого народов, этикет России и Германии, география Республики Коми и Германии, искусство, история России и Германии, литература, а также технический перевод. Вот если мы этот мостик весь отследим, то это начинается действительно с 1 класса и завершается в 11 классе. То есть те дети, которые проходят через эти программы, они в результате имеют тот богатый багаж, который мы хотим подарить своими знаниями нашим детям. А также через творческие мастерские. Вообще школьный процесс, он должен быть бесконечным, в том плане, что год не заканчивается в мае или в июне месяце после того, как закончились экзамены, или ученик перешел из одного класса в другой, а продолжает работать в виде лагерей, площадок детских, на которых дети в игровой форме, не замечая того, что они вообще как-то учатся, приобретают новые знания. Да? То есть это для начального звена, в нашем случае «Северные звездочки», Nordsternchen, специально разработанная программа для детей, которые приходят на детскую площадку в школу и находятся в школе 6 часов. Это не только немецкий язык, естественно, это и физкульт-моменты, и принятие пищи, и зарядка, но все это как-то связано с иностранным языком и вкраплением. То есть идет очень активный процесс мотивации ребенка к изучению иностранного языка. В учебном процессе самыми глобальными праздниками для немецкоговорящих стран являются Рождество, Пасха, День матери, карнавал в феврале месяце. И в зависимости от того, на какой стадии ребенок находится, то есть начальное звено, это среднее звено или старшее, мы выбираем тот праздник, который будет по силу ребенку, это будет интересно. В начальном звене это Пасха и Рождество. В старших классах это карнавал, где идет активная подготовка. И если это возможно, то до ковидной ситуации мы совмещали подготовку всех праздников от 1 до 11 класса и проходили знакомство с нравами, традициями, обычаями в связи с праздниками на территории Германии и Российской Федерации в том числе, так как школа этнокультурного полилога. Возвращаясь к теме продолжения, скажем так, изучения иностранного языка вне школы, это лагерь Киндерланд, который в следующем году будет отмечать 25-летие и имеет очень хорошие программы. Некоторые из них можно даже немножко видоизменить, и программы 20-летней давности будут функционировать даже сегодня достаточно успешно. Мы много раз участвовали с нашими программами на уровне Республики Коми для летнего отдыха детей и на федеральном уровне. И надо сказать, что есть некая гордость за тех детей, которые, пройдя школу Киндерланда, стали учителями, стали, будучи 11-классниками и 10-классниками, членами команды педагогов. Благодаря этим детям, благодаря ученикам были выпущены вот такие вот книжицы, маленькие, но очень полезные, где каждый из педагогов опубликовал свои наработки в плане организации досуга детей или организации работы на иностранном языке. То есть опыт работы появился даже в этом направлении и широко распространился не только в Республике Коми, но и на территории Российской Федерации. Кроме того, мы закончили, скажем так, ту маленькую ступеньку, которая называется начальное звено, переходим в следующую
ступень. И с этого момента детям предлагается поучаствовать в очень серьезной программе, которая называется немецкий языковой диплом. Для этого тоже были разработаны специальные спецкурсы. Да, например, такой как клуб молодого дипломата, где дети углубляются в тот процесс, который называется «Учу иностранный язык», познаю сферы деятельности на иностранном языке, которые были бы интересны мне лично, то есть дипломную работу ребенок выбирает сам. Если хочет он заниматься экологией, то добро пожаловать, на иностранном языке ты будешь защищать ту тему, которую ты выбрал сам, и вместе с педагогом по индивидуальной программе ребенок развивается дальше в плане языка. Это очень ценится, потому что дети приобретают знания из других областей науки и человеческого познания в целом. Каким образом подвести ребенка и удержать его интерес? К счастью, в городе Сыктывкаре, на уровне Республики Коми, на уровне Российской Федерации, на международном уровне взрослые люди задумываются над тем, как над этим интересом детским работать. И начиная уже с начального звена идет множество конкурсов, в которых дети участвуют. Например, наши дети, такие как Ивашеева Евгения, сегодня студентка СГУ, преподаватель немецкого языка, преподает успешно в детском саду. И надо сказать, что этот опыт весьма ценен. Если я учила Женю Кривошееву, теперь уже Евгению Александровну, то сегодня я у Евгении Александровны учусь как человек, который чего-то хочет еще в жизни знать, несмотря на 30-летний опыт работы. И надо сказать, что вот это вот наставничество в свое время и получение информации от молодых специалистов, оно очень ценно в наше время. Мы встречаемся достаточно часто на семинарах и обмениваемся опытом в той сфере, в которой мы имеем свою деятельность. Что касается наших выпускников, на данном слайде представлены уже выпускники, которые прошли тоже очень много конкурсов, выбрали свою профессию, связанную с иностранными языками, и имеют достаточно хороший профессиональный уровень. Все они работают в области международных проектов, где иностранный язык связан с их деятельностью. Либо это искусство, либо это туризм, либо это образование на уровне международном. Кроме того, в нашей школе ведется очень активно сбор информации о том, какие достижения имели дети, начиная с начального звена и завершая по завершении 11 класса. Надо сказать, что уровень этот растет, и дети сегодня имеют достаточно плотные портфолио, попробовав себя во всех сферах деятельности. Что такое иностранный язык? Они себе представляют, что хорошо читают, хорошо понимают аудирование. На самом деле сегодня это намного шире рассматривается, например, иностранный язык и работа на театральных подмостках, иностранный язык и биология, иностранный язык и медицина, иностранный язык и химия. Сегодня есть много интересных программ, которые работают бесплатно, когда ученик, поглощенный математикой, может решать все задания на иностранном языке и учиться достаточно успешно. Либо заниматься глубоко биологией, тоже на иностранном языке, который он выбрал. В нашем случае это немецкий язык. На сегодняшний день эти дети достаточно успешны и работают в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, 2 выпускника, работают на уровне культуры, представляют Баварию в России, Россия представляет Баварию, все коллекции и все, что связано с искусственной и художественной деятельностью. То есть можно привести массу примеров, когда знание языка, а мы называем это Deutsch Plus, то есть немецкий плюс, что-то еще дополнительно, оно имеет свои успехи. Сегодня появилось очень много интересных платных конкурсов, мы в них участвуем тоже, но на добровольной основе. Например, «Я энциклопедия». Очень интересные задания разработаны теми людьми, которые организовали этот конкурс. Это буквально совсем недавно, буквально года 3-4. Как я уже говорила, все дети наши, закончившие достаточно хорошо вузы и имеющие направление немецкий язык плюс, сегодня достаточно успешны. Здесь
идет огромный перечень и списки. Я думаю, что кому интересна презентация, посмотрит отдельно. Что касается наших партнеров. Партнерские связи у нас очень достаточно широкие, как в Республике Коми, так и за ее пределами. И надо отметить последнее новшество, связанное с тем, что мы пережили, начиная с 2019 года, когда ковид мощной струей влился в нашу жизнь и оставил не очень хороший след. Тем не менее, минус всегда превращается в плюс. И на сегодняшний день нам предлагается Гёте-институтом очень много интересных программ онлайн, они бесплатные. 2 года назад мои ученики выиграли международный конкурс, получили приглашение в Германию, но, к сожалению, ковид застопорил эту ситуацию с выездом. И в этом году, буквально вот на днях, мы закончили разработку программы с немецкими коллегами из Гёте-института партнерской школы в Штутгарте, Вальдорфской школы, нашего проекта онлайн, где немецкие дети будут учиться русскому языку, наши немецкому. И дети на одной зумовской платформе будут обучать друг друга и помогать в написании дипломных работ. Если немецкие дети сдают языковой диплом на знание языка по системе европейского портфеля, то есть А1, А2, Б1, Б2, С1, то в нашем случае дети иностранный язык сдают на нескольких уровнях. Таким образом, я думаю, что проект будет иметь успех, и мы будем его постоянно поддерживать. Партнерские связи. Вот я только что о них говорила. Мы их осуществляем с 1997 года. С 2013 года у нас возникла небольшая такая пауза в связи с тем, что руководитель проекта, который нам помогал, увы, его нет уже на этом свете, коллеги, которые его сменили, не проявили желания поддержать, но коллеги из Франкфурта нас нашли и из города Штутгарта, за что мы им благодарны, и на сегодняшний момент имеем с ними тесные дружеские контакты в плане изучения и поддержки иностранного языка и поддержки интересов детей. Вот так мы работаем. Я еще хочу сказать несколько слов о том, что не сказано было в презентации. Дело в том, что мы тесно общаемся с иностранными коллегами, не все владеют русским языком, многие практически его не понимают, поэтому на наши плечи ложится большая часть информационной деятельности. Все, что мы своими руками и руками детьми сотворили, мы публикуем вот в таких вот сборниках, где отражена деятельность нашей школы, либо о тех конкурсах, в которых участвовали наши дети на иностранном языке. И из Москвы мы получаем вот такие сборники регулярно, каждые 2 года. Москва проводит конкурс «Друзья немецкого языка» по-русски, под поддержку Международного союза немецкой культуры. Наши дети там постоянные участники и, как правило, победители, призеры. Чем ценен этот конкурс? Дети получают путевки в федеральные лагеря, где активно поддерживается работа в плане изучения иностранного языка и выезды в международные лагеря, участниками которых тоже являются наши дети. Есть такой еще интересный момент. С кем мы дружим? А дружим мы еще с теми людьми, которые живут в Республике Коми, в частности, немецкая национальная культурная автономия, которая принимает в своих ряды детей для воскресной школы, где они тоже могут подчеркнуть очень много интересного для себя с точки зрения истории своей даже семьи. Потому как не все дети и не все родители владеют информацией о том, как немец сюда попал в Республику Коми. Это целый пласт, который дети благодаря участию в различных мероприятиях узнают корни своих предков, узнают трагическую историю немцев на территории Республики Коми и пополняют свою копилку. И последнее, что могу сказать, я очень благодарна моим выпускникам, потому что мы поддерживаем очень активно с ними связи. И те выпускники, которые закончили школу 20 лет назад, сегодня являются руководителями очень весомых организаций в плане деятельности и поддержки обучения молодежи. Они постоянно шлют нам предложения для того, чтобы наши дети участвовали в различных международных конкурсах или в мероприятиях, связанных с переподготовкой в той области, в которой они
выбрали себя, то есть искусство, коммуникация, культура, образование. То есть это сегодня все возможно. И вот я хочу особое слово сказать о моей Лизе Тимошковой. Дело в том, что этот ребенок, который сегодня учит меня. То есть, пройдя летом семинар, она поучаствовала в онлайн-семинаре Гёте-института, она была обучена тому, как правильно составлять информационные ролики или ролики о деятельности какой-либо организации. И сегодня он учит детей. Это целый курс, и дети весьма ей благодарны. То есть я тоже у нее на сегодняшний день чему-то учусь. Вот в такой кооперации мы работаем, и работаем достаточно долго. И буквально на днях встречаемся с теми, кто приехал из Германии. Наконец-то Германия открыла свои границы для того, чтобы работать над новыми проектами. В данном случае инициаторами являются уже сами дети, которые закончили школу 10, 15, 20 лет назад. Спасибо. Ольга Юрьевна, вы же еще здесь с нами будете, Да, потому что представитель Гёте-института сегодня здесь будет. Очень хорошо. Да, из 35-й школы, может быть, вы знакомы, Юлия Александровна Козлова. Мы с ней очень дружим. Да, она подойдет прямо сейчас. Спасибо, Ольга Юрьевна. Перед нами выступала Ольга Юрьевна Кувшинова, учитель немецкого языка из 21-й школы, представила опыт работы по сопровождению одаренных детей. К нам присоединились коллеги из гимназии Пушкина. Мы предоставляем слово Оксане Николаевне Богдановой, учителю французского языка, и Ивановой Анне Александровне, учителю английского языка гимназии Пушкина. Тема выступления – организация проектной деятельности в рамках реализации ГОСТа на уроках иностранного языка. Опыт гимназии имени Пушкина. Вытащить черную флешку. Черную флешку можно вытащить? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем свое выступление. Мы хотели бы рассказать об организации проектной деятельности в рамках реализации ГОС на уроках иностранного языка и поделиться своим опытом работы, которая реализуется в гимназии имени Пушкина. Меня зовут Богданова Оксана Николаевна и Иванова Анна Александровна. Я преподаю в гимназии имени Пушкина французский язык, я преподаю английский язык. Если мы обратимся к истории возникновения проектов, то тема, конечно же, не нова. Эту тему исследовали, изучали и развивали разные ученые в XIX веке. Она уже стала популярной. Джон Дьюи, Уильям Килпатрик, Михаэль Кершенштейнер и Гуго Гаудик. В XX веке проекты пришли уже в Россию, и этой темой интересовались и Шацкий, вот учебник Шацкого, вероятно, какой-то родственник, у нас вот тоже учебник Шацкого по французскому языку, Надежда Константиновна Крупская. На 30-е годы мы видим, что метод проекта осуждался, и вплоть до 80-х годов он не использовался в нашей стране. Но в 90-х годах произошло его триумфальное возвращение благодаря профессору Евгении Семеновне Пала. И сейчас уже метод проектов уже внесен в ВОЗ как основополагающий метод деятельности, учащихся, которой мы обучаем в течение обучения с начальной школы вплоть до 11 класса. Проект. Что же это такое? Это особый вид заданий, в который учащиеся выбирают тему, направление, исследуют и создают определенный продукт.
темы обычно в языке у нас разнообразны. Они характеризуются аутентичностью материала. Мы работаем и с журналами, и с статьями. Мы смотрим мультики. Я люблю вот с детьми мультики смотреть на французском языке. Обычно это мотивирует детей, это не похоже на обычную деятельность на уроке. Создается какая-то необычная ситуация, необычный материал. За счет этого мы расширяем словарный запас. И вот эта необычная ситуация, сам проект, связанный с аутентичным материалом, очень интересует, мотивирует ребенка, вовлекает его в иноязычную деятельность. Цели проектов и в ГОС они соотносятся, конечно же, развитие всевозможных наших УД личностных, регулятивных, метапредметов. И проектная деятельность конкретно, она вот помогает развивать эти УД, о которых я говорила. Ну, нас, иностранцев, конечно же, больше всего интересует предметное УД. Это для нас, наверное, один из самых важных результатов, чтобы через проект учащийся смог углубить свои знания, расширить свой словарный состав и научиться лучше говорить на выбранном языке. Как же все это происходит? 1-3 класс в нашей гимназии обычно идут проектные задачи. Они участвуют и применяются в уроках, и в конкурсах они участвуют. Там не сами проекты, а небольшие проектные задачки, где они реализуют конкретный продукт. Чаще всего это какой-то плакат с картинками, с какими-то надписями, ребенок может его представить. В 4 классе они уже впервые после обучения 4-летнего защищают свой проект. Это обычно групповой проект. Я, допустим, готовила с детьми небольшие викторины на языке, тогда я преподавала еще английский язык. Проекты несложные, но они получают первый опыт, уже оформляют небольшое портфолио письменное обязательно. Они работают вместе, сообща, это групповые проекты. В 5-7 классе также продолжается эта деятельность. Проекты также групповые, но они немножечко усложняются, конечно же, и в плане содержания, и в плане организации работы они становятся сложнее. Критерии оценки у нас появляются, они более углубленные критерии, да, если в начальных классах это что-то простенькое, и в среднем звене уже критерии оценки расширяются. В 8 классе они пробуют уже не только групповые, но и индивидуальные проекты, но и в 9 классе это, конечно же, индивидуальный проект. Он готовится в течение года и в конце года защищается учащимся. Индивидуальные проекты в 10-11 классах длятся обычно 2 года. В 10 классе они защищают проектную свою идею, а в 11 классе уже представляют проект. Чаще всего это какой-то полидисциплинарный проект. Они выходят уже на предприятие, происходит уже какая-то профориентация, они связаны с бизнесом, эти проекты, очень часто они живут отдельной жизнью, и учащиеся язык используют уже как средство. Физика, да, но с французским языком обычно литература у нас идет. Вот я готовила какие-то индивидуальные проекты. А у другим предметам это, конечно же, обычно какие-то связанные с производством проекты. У них критерии очень четкие, реализация идет по плану, учащийся часто определяет сам эти критерии, они на уроках во время курса индивидуального проекта разрабатывают сами эти критерии. У нас Вероника Ивановна занимается этим, учащиеся очень хорошо в них разбираются, так же, как и мы. Ну, при работе над проектной деятельностью мы выделяем несколько субъектов. Конечно же, в центре это главный субъект, это учащийся, либо группа учащихся. Далее учащиеся выбирают себе тьютера или могут сотрудничать с партнерами. В качестве партнеров могут выступать родители, либо иные эксперты, которые обладают специальными знаниями в данной области. Что касается тьютера, это может быть не обязательно учитель-предметник. Это может быть любой работник гимназии, либо сам родитель, либо даже преподаватель какого-то курса, да, из дополнительного вообще не преподает до этого ребенка. Что входит в функцию тьютера? Это, конечно же, работа над каждым этапом проекта, это обсуждение идеи, целей, задач, ну и запланированные встречи, и на каждой встрече уже оказывается персональная помощь
поработать над каждым этапом проекта. Вообще мы выделяем следующие этапы работы, мы их называем 7П. Это выделение проблемы, затем планирование действий для решения данной проблемы, после которого следует поиск информации, затем непосредственная работа над проектом, то есть практическая реализация, работа над продуктом, подготовка его презентации, ну и оформление портфолио. Видите, часто вот портфолио вызывает. Да, это самая большая трудность Да, вызывает портфолио, потому что, как правило, уже работая над проектом, дети представляют, какой будет продукт, какая у него будет форма, какая у него будет практическая значимость. И кажется, что вот если у меня такой красивый, яркий продукт, то вроде как мой проект готов. Ну вот портфолио требует уже как раз-таки помощи тьютера. Ну, какие у нас дети выбирают проекты по классификации? Это исследовательские, информационные, практикоориентированные, творческие, ролевые или игровые. Ну, что касается иностранных языков, если на начальном этапе нам нравится, допустим, детей вовлекать в творческие проекты, допустим, у меня был проект, когда мы делали драматизацию в виде творческие, да, у Оксаны Николаевны это были составление игр и проведение игр, то уже на более старшем звене проекты становятся практикоориентированными, то есть это может быть игра грамматическая, игра с лексикой, пример мы тоже вам продемонстрируем, или уже, наверное, с 9 по 11 класс это проекты с исследовательскими элементами, когда идет работа с лингвистикой, то есть лексика, грамматика, художественный текст, да, то есть уже такие более исследовательские проекты становятся. Ну, поэтому особое внимание мы уделяем исследовательским проектам. Они имеют особую структуру, предполагают аргументацию актуальности темы, правильная постановка цели, обязательное выдвижение гипотезы. И в результате работы мы эту гипотезу либо подтверждаем, либо опровергаем, либо приходим к новому выводу. Продолжительность проекта, если это уже исследовательский, ну и, как правило, все проекты в нашей школе являются долгосрочные, потому что начинается работа над проектами в сентябре, ну и защита происходит уже в весенний период. Да, в начальной школе это может быть полугодовой проект в декабре, а уже 5-7 защищаются примерно в третьей четверти, и 8, 9, 10, 11 это уже апрель. Ну и в помощь учащимся, все-таки, чтобы проект имел более такую самостоятельную работу, и для учителей, для учащихся в помощь, вот благодаря Оксане Николаевне у нас появился дневник реализации проекта. Алгоритм создания пошаговый, где и учителю, и учащимся понятно, что он делает, по каждому этапу все расписано. Это маленькая брошюрка, она лист занимает, то есть это не огромный какой-то материал, он очень структурирован, и родителю понятно, в чем ребенку помочь. И учителю становится, если у нас очень много молодых учителей, им тоже сложно, и для них это тоже такая помощь, как работать с детьми, потому что здесь вот пошаговый алгоритм работы. Кроме этого, сейчас огромное количество цифровых инструментов создано, и в нашем распоряжении они все есть, и мы ими уже пользуемся. Для организации работы это и Google календарь, и Padlet как совместная работа доска, где мы можем что-то делать, Canva, чтобы создавать это фреймы и какие-то шаблоны для создания уже готовых продуктов, они очень красиво оформляются, не нужно тратить время, мы берем готовые, только наполняем их содержанием. Для мемов, для инфографики, для ведения соцсетей, для создания викторин, вот Quiz.com прекрасный инструмент для создания игр в онлайн-формате. Пандемия тоже, вот, хотелось бы сказать, наложила свой отпечаток на проектную деятельность в 2020 году, так как у нас вот 2 месяца там выпали, и сентябрь, октябрь тоже дети многие болели, и учителя болели. Мы сделали для того, чтобы облегчить работу учащимся, родителям, учителям, серию видеороликов в гимназии, реализовали по каждому этому шагу. Они коротенькие, 3-4 минуты. По пошаговому выполнению были в одно место загружены, учащиеся в любой момент мог к ним обратиться. И говорящая голова им рассказывала очень подробно и доходчиво, все сопровождалось записями. Также была создана онлайн-таблица, где каждый учащийся, на каждом учащемся и родителю рассылал. Учащийся, заходя в эту онлайн-таблицу, выбирал направление, он там видел, какие направления,
выбирал своего тьютера, записывался, они указывали свою тему, и, в принципе, все участники образовательного этого проекта, нашей проектной деятельности, видели, кто в какой области задействован, кто чем интересуется, и у какого учителя больше всего проектов, мы тоже там регулировали, потому что у некоторых очень много, у некоторых меньше учащихся. Ну, это было все наглядно и удобно. Помощь педагогам у нас в гимназии работала проблемно-творческая группа учителей, называлась она «Межпредметные мастерские», название говорит само за себя, то есть мы помогали всем участникам образовательного процесса, и учащимся, и учителям в организации проектной деятельности. Организовывали и какие-то мероприятия в гимназии на переменах, и проводили семинары, и работали с каждым лично, если обращались к нам. Проектный день. Проектный день был в гимназии у нас установлен, когда в определенный день гимназисты все защищали проекты, то есть не было, или снимались часть уроков, там конечные 6-5 урок, они все защищали в этот день проекты, распределялись по классам, и учителя были практически все задействованы. Они знали, какой у них будет шаблон, да, листа защиты, заранее ознакомливались, все критерии известны и все сроки определены. По критериям, конечно же, было. Потом лучшие проекты, которые получались во время защиты, мы их выявляли, писали об этом в отчетах, представляли уже на итоговом мероприятии в гимназии. Некоторые дети прям со своими проектами выходили на сцену. Это тоже для детей была определенная такая ситуация успеха, что их оценили не только там в классе, в маленькой группе, где они защищались, но и во всей школе. Для нас это еще такая возможность, наверное, увидеть заинтересованность детей в проектной деятельности и такой осуществить отбор на муниципальном уровне, республиканский уровень. То есть самые лучшие проекты мы рекомендуем для представления на конкурсе. Да. Вот одна из... Да, можно дальше такой вопрос, если это можно. Вот есть ли у вас такая возможность, то есть наперед ли вы, скажем так, удочку закидываете в плане того, что есть такие темы, которые могут пойти на научно-практические конференции и так далее. Вы рекомендуете их детям? То есть, получается, можно убить двух зайцев. Обязательно. Да. То есть вы это наперед, знаете, вот, кроме выбора. Да, некоторые проекты мы сразу делаем исследовательскими, потому что вот если на муниципальной конференции выжили, там только проект. Да. Там, не обращают внимания, исследовательский он или нет. Проект и проект. А вот если там на старт науки, там первые шаги, другие конференции, там исключительно исследовательские. Если у нас там нет элемента исследования, то мы туда просто не попадем, у нас там не пройдет критерии вот отбора. И, допустим, если я участвую, я сразу какие-то вот элементы туда включаю, даже у малышей, чтобы уже, да, правильно сказали про закидывание удочки. У нас тоже свои есть предпочтения с Оксаной Николаевной в проектной деятельности. У нас есть такая типичная ошибка, что у некоторых учащихся и молодых тьюторов, которые сопровождают проекты, они путают информационный проект с реферативным. И очень часто получается, что, допустим, ребенок выбрал себе очень интересную тему в плане языка и рассказывает, мы даже это в городских мероприятиях такое видели, мы понимаем, что такие проекты проигрывают. Выбирают они, допустим, достопримечательности Лондона, или праздники Германии, или там знаменитые люди Франции. И на самом-то деле эта информация уже давно изучена, она представлена в интернете, и весь их проект сводится к тому, что они готовы фотографии, готовы перерабатывать, даже не могут обосновать, а почему выбрали именно эти 3, а почему эти 5, а почему не 10. Вот. То есть в данном случае мы не считаем такие проекты проектами, да, поэтому мы рекомендуем, мы больше заинтересованы в высокомотивированных учащихся, и чтобы их направить именно в лингвистику. И, например, кто-то придет к уроку, и я вот, допустим, с какой-то проблемой мы столкнулись, говорю, ребята, это вот тема для проекта. Вот почему путают, допустим, там инговые формы глагола в английском языке? Это вам тема для проекта. Или мы изучаем какую-то лексику, оказывается, эти слова иностранные нас окружают в мире. Я говорю, вот вам тема для проекта. Какие иностранные слова нас в мире окружают, и откуда вот они взялись, и почему вот это происходит. Да, то есть на самом деле по ходу уроков, мне кажется, чуть ли не каждый урок подкидываем тему. Ребята, интересная проблема. И вот на перспективу вот, можно взять как... Да. Ну и вообще, мне кажется, для наших детей уже самый такой простой вариант накатанный стало изобретение игры грамматической, потому что любая грамматическая тема для них становится проблемой. И главное, чтобы просто эта игра тоже была сделана от души, качественно, чтобы она была презентабельна,
Вот, и такие вот хорошие игры и такие интересные продукты у нас уже становились призерами, победителями не только республиканского уровня. В прошлом году Оксана Николаевна, как раз учащаяся, заняла уже призовое место на всероссийском уровне в школьном проценте. Да, мы делаем вот как раз упор, акцент на исследованиях, чтобы проект отличался какой-то изюминкой. Вот один из таких проектов о французском языке сложные правила очень чтения. Учащиеся очень долго путаются, читают не всегда правильно. Поэтому мы с одной из учениц в 5 классе разработали такую игру по карточкам. У нас поле, написаны слова, нужно двигаться, таймер засекается, на время читается. Плюс они там разнообразят хождение по полю и чтение этих слов на время и на правильность ответами на различные лингвостроноведческие вопросы, которые у нас тоже по 4 тематикам, по цветам отличаются. Учащиеся выполнял этот проект в течение года, тоже они стали победителем на городе. Прекрасный проект, постоянно пользуюсь работе. То есть не просто мы сложили и положили, да, эти карточки я раздаю в начале урока, мы там как разминку проводим, фонозарядку почитали, тут же раз, какое правило, перевернули, посмотрели по карточкам, очень удобно. Спасибо Алене Мельховой. А другой проект мы делали, вот изучала, одна из учащих смотрела мультики французские, посмотрела несколько серий и изучила особенности детской разговорной речи французского языка. Это были аутентичные мультики, очень короткие, по 3 минуты, очень простые. Что она сделала? Изучила по лексике, мы видим, да, проанализировала все части речи, повыписывала, посчитала частотность, посмотрела, потом эту лексику собрала самую частотную, составила свой комикс на основе этого мультика про этого же главного героя. Она прекрасно рисует, очень талантливая девочка, чудесный комикс по теме, вот, который был связан с мультиком, получился. И один из мультиков, проектов «Мультик» на французском языке, занял он призовое место и стал победителем уже на российском этапе. Мультфильм «Республики Коми» на французском языке. Тут 2 девочки рассказывают про республику на французском языке. Прекрасный проект был. У Анны Александровны. Так, ну вот как бы в области лингвистики английского языка мы как раз-таки изучали инговые формы глаголов. Данная тема является реально проблемной, вызывает трудности, потому что одна и та же внешняя глагольная форма может иметь разные переводы в русском языке. Соответственно, при работе над проектом было выделено 3 задачи. Каждая задача реализуется в определенной главе. Это изучение справочного материала, который уже есть по этой теме, что такое герундий, что такое первое причастие. Уже во 2 главе учащийся сам составил сравнительную таблицу на основании изученной теории и сам выдвигал критерии для сравнения. И уже на заключительном этапе была работа с художественным текстом, где уже, пользуясь своей таблицей, в художественном тексте он находил инговые формы и определял, а это герундий или это причастие, и как правильно это перевести. Ну, как примерно выглядела таблица. То есть, например, какие признаки были выделены. Обладает ли данная лексическая единица признаками других частей речи, на какой вопрос предложения отвечает, какую синтаксическую роль имеет и какое место в предложении занимает относительно сказуемого. Также там было употребление с предлогами, употребление с другими местоимениями и так далее. И вот этот материал изученный сначала переродился в продукт, как буклет, который представлял собой справочный материал с примерами и использовался учащимися на уроках, я раздавала. Темой заинтересовались другие учащиеся и сказали, что мы хотим больше опоры, нам это интересно. И уже когда мы далее углубились на будущий год в эту тему, то было создано обучающее видео. Потому что сейчас актуально, вот в интернете заходишь, смотришь какое-то обучающее видео, вот мы такое же сделали. Площадки представления проектов многообразны, разнообразных много. Мы в основном используем сейчас школьный патент. Шаг в будущее они нам постоянно пишут, мы каждый год там участвуем, они нас все время ждут и напоминают, если вдруг вы не подали, они, пожалуйста, отправьте свою работу. Ну и работа ведется это постоянно у нас, в основном муниципальные республиканские конкурсы мы участвуем. Это сложно, кропотливо, вот красиво так выступать, но на самом деле не совсем просто сделать. Всегда это большой труд за этим стоит.
и учащегося, и учителя. Скажите, а в кванториуме что вы делаете? В кванториуме мы пока не задействованы. Это то, что настолько открылось в гимназии. Мы пришли, посмотрели, удивились. Да, там тоже уже идеи есть, потому что там делают всевозможные 3D. А у нас там есть 3D-принтер. Принтер, и я уже посмотрела, у меня уже идея зародилась, что я там хочу делать со своим учащимся. То есть там можно кучу всего нам вырезать из разных материалов, те же пазлы. То есть туда можно прийти Да. кванториум на урок. На урок, да, там физика, биология, они уже там проходят. Они там, да, они проводят там уроки, а во второй половине дня это внеурочная деятельность и кружки, где мы тоже можем туда, в принципе, обратиться, сделать какой-то межпредметный проект. То есть мы ждем новые каникулы? Дол лидер. Каникулы. Дуал лидер, да, каникулы. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос возник. В вашей рабочей программе проекты прописаны после каждой темы, да, ну, авторы учебников рекомендуют проекты. Да. Выполняете ли вы их, и если да, то по каким критериям вы их оцениваете? Ведь в каждом классе, второй, третий, четвертый, я английский язык, про английский язык говорю. В конце каждой темы автор предлагает проект. Как вы к ним относитесь? Игнорируете вы их, или вы вписываете в свой учебник? Не все проекты выполняем, Рабочий честно вам процесс. скажу. Не все проекты выполняем, потому что проектная деятельность у нас как особый вид деятельности вынесена. То есть мы этим занимаемся отдельно. На уроках мы тоже это делаем в качестве каких-то небольших проектных задач. Они могут во время урока составить свой проект. Тот же рассказ – это проект, только там с видоизмененными какими-то положениями. Да? Но в течение обучения, допустим, я люблю, чтобы они делали проекты по регионам Франции, потому что в 10-11 классе у них уже хорошая речь, беглость речи есть, и они быстрее готовят их, они уже подготовлены, им проще. А в среднем звене это тяжелее, потому что у них второй язык французский, они еще набирают материал и лексику, чтобы что-то говорить. К 11-10 классу это все намного проще. У нас в учебнике английского языка на самом деле не в конце каждой темы рекомендован проект, но есть такие задания, мы их больше рассматриваем как продуктивное задание в конце изученной темы. Не смотря автора. Да, пожалуйста, у нас Starlight для углубленного изучения. Вот, поэтому не все проекты мы берем, но это, как правило, бывает краткосрочный проект, да, то есть в виде домашнего задания, это может быть групповая работа, но это уже как, да, это продуктивное задание, когда мы выходим в устную речь, в творчество и переносим все свои навыки лексики, грамматики То на эти есть вы задания. их можете выполнить на уроке в течение урока, и как урока защитить. Да, есть. Какой-то коллектив. То есть основная деятельность это как То есть внеурочная. вы проектной деятельностью занимаетесь все-таки во внеурочной. Внеурочная, да, это долгосрочные проекты всегда, один проект на год. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Есть личный вопрос, Александра Николаевна, Александр? Спасибо огромное коллегам. Здесь это очень интересный опыт, столько работы вы делаете в своей деятельности. Уважаемые коллеги, к нам присоединилась Александра Шклова, учитель английского языка 35-й школы. Онлайн, сейчас записи покажем. Можете в продолжении приема сделать премьеру в случае.
Всем здравствуйте. Рада приветствовать учителей иностранных языков среди участников нашего форума образовательного. И в своем выступлении я бы хотела рассказать вам об использовании интернет-ресурсов на различных этапах урока иностранного языка. Почему я выбрала именно эту тему? Во-первых, мы сейчас живем в такой ситуации, что в любой момент может вернуться дистанционное обучение, и знать и применять, использовать интернет-ресурсы просто необходимо. Во-вторых, как мультипликатор Гёте-института, проводя онлайн-семинары для учителей, прежде всего немецкого языка, можно отметить, что да, наши учителя используют интернет-ресурсы, но, к сожалению, многие ограничиваются лишь такими ресурсами, как Learning Apps, Kahoot, либо же Quizlet. И сегодня я бы хотела познакомить вас с еще несколькими ресурсами, которые вы можете использовать не только на онлайн-уроках, но и также на очных уроках. В том случае, если ваши учащиеся имеют телефоны с выходом в интернет, либо же если вы проводите уроки в кабинете, в компьютерном классе. Итак, начнем с мотивационного этапа, когда мы погружаем учащихся в иноязычную атмосферу, готовим их к иноязычной речи. И на этом этапе нам поможет ресурс Answer Garden. Возможно, вы знаете этот ресурс. Этот ресурс достаточно прост в использовании. Он не требует регистрации ни для учителя, ни для учащихся. Answer Garden позволяет собрать короткие ответы от большого количества учащихся на один и тот же вопрос. Прямо сейчас мы можем пройти на этот сайт. Так, вы видите Answer Garden. Чтобы создать вопрос, вы нажимаете на плюсик, либо же на Create Answer Garden. Нажимаем на плюсик, и выходит окошечко, куда мы впишем наш вопрос. Давайте напишем вопрос How are you? Ниже, в настройках, мы выбираем, из скольких букв должен состоять ответ у учащихся, 20 либо 40. Лучше выбрать 40, вдруг они напишут несколько слов. Далее мы выбираем, если учащиеся напишут одно и то же слово с маленькой или же с большой буквы, и эти слова будут выходить как одно слово, либо же как два разных слова, тоже здесь можете выбрать в настройках. И очень важный момент, сколько действует ваш вопрос. Час, день, либо неделю. Давайте выберем день и нажимаем на Create. И учащиеся видят этот вопрос и окошечко для ответа. Теперь мы создали вопрос, и мы должны поделиться с учащимися этим вопросом. Для этого мы нажимаем на Share, и выходит внизу ссылочка. Ссылочку на онлайн-уроки можно отправить в чате в Zoom. Если у вас очный урок, мы генерируем QR-код прямо же здесь, в этом ресурсе. Открывается картинка. Вы можете это скопировать, ставить свою презентацию, документ. Все учащиеся теперь в настоящее время знают, что такое QR-код, все им активно пользуются. В современных телефонах, камерах уже встроена эта функция, сканер QR-кода. Если же этого сканера нет, то нужно скачать отдельное приложение, сканер QR-кода. Так, мы QR-код детям показали, и они выходят вот на эту страничку с этим вопросом. Они нажимают, здесь пишут свой ответ и нажимают на Submit. После этого в центре поля высвечиваются их ответы. Если один и тот же ответ повторяется несколько раз, то этот ответ будет выглядеть размером больше, чем другие ответы. Прямо сейчас мы можем апробировать этот... Ах, не так. Прошу прощения. Как сделать с текущего? Продолжить слайд-шоу. Все равно. Итак, если у вас в телефонах QR-код, сканер QR-кода, я включаю сейчас с вами свою камеру, навожу на QR-код, у меня выходит, что вам дается такая-то ссылка, вот захожу с телефона, и у меня с телефона вот выходит та же самая страничка, что здесь. Я пройду на этот сайт тоже. Итак, я ввожу ответ. P-Gates. Пишу Super. Submit. На каком языке хотите? И на английском ничего. P-Gates, команд сова.
на французском. Сава. Жупа. Вот один человек ответил. Есть у вас возможность? Нет. Нет? К сожалению. К сожалению, нет. Ничего У меня страшного. вопрос, а как вы поймете, кто ответил? Не важно, да? Здесь, в этом ресурсе никак не важно. Да. Не написано даже. Главное, они подготовлены к киноязычной речи. Чтобы оценить учителя. Нужно, они А могут здесь подписаться. Они могут, да, Да? подписаться. Но там всего лишь 40 символов. Главное, чтобы влезло тогда. Так, дальше. Итак, мы прошли мотивационный этап, переходим к этапу актуализации знаний. Допустим, мы должны активизировать лексику, отработать лексику. На этом этапе я вам представляю Google сервис Jamboard. Для этого сервиса, как и для любого Google сервиса, вы должны иметь Google аккаунт. Вы зашли в свой Google аккаунт, на главной странице Google, в правом верхнем углу нажимаете на эти кнопочки, точечки и находите Jamboard. Нажимаете на Jamboard, и вам выходит ваш кабинет. Если у вас уже есть файлы, Jam-файлы, то они у вас высветятся. Jam-файлы — это как презентация, так сказать, если можно сравнить, грубо говоря. Когда мы хотим создать новый Jam-файл, внизу есть плюсик, мы нажимаем на «Создать Jam-файл». Нажимаем. Так, не хотелось бы так, прошу прощения. И у вас выходит поле. Поле называется frame, иначе слайд, как в презентации. Что мы здесь можем делать? Мы здесь можем писать с помощью ручки, кисти, мы можем все удалять с помощью ластика. Здесь мы можем добавлять стикеры. Вот каждое слово тут написано на стикерах. Стикеры можно двигать по полю, можно менять цвет. Также можем добавлять различные картинки с компьютера, с интернетом. Мы можем вставлять фигуры, вот это в центре, это фигура круг. Также можем печатать разные слова, предложения и указка, функция указки. Также мы можем поменять фон, либо же выбрать из предложенных уже вариантов, либо скачать свое. Итак, мы составляем упражнение. Вы можете это упражнение дать конкретной группе, и группа работает все вместе на одном фрейме. Если вы хотите, чтобы каждый учащийся выполнял это упражнение отдельно, вы можете этот фрейм здесь наверху нажать, и появляется функция «Создать копию». Копию фрейма. То есть вы составляете несколько копий одного фрейма. И на каждом фрейме пишите «For Настя», «For Юля», «For Ваня». Детки заходят в ваш документ, здесь листают, находят свой фрейм и выполняют задание. Если же вы не хотите, чтобы учащиеся видели друг у друга ответы, то в данном случае нужно для каждого создать отдельный Jam-файл. Тогда вам необходимо будет каждому отправить ссылку у каждого этого файла. А в этом случае вы отправляете только одну ссылку всем учащимся. Итак, мы создали упражнение, теперь мы должны поделиться этим. Как и в любом другом сервисе, Google сервисе, мы нажимаем на настройки доступа. И здесь нужно обратить внимание, необходимо выбрать редактор. Если мы оставим читатель, то учащиеся просто зайдут и смогут только смотреть, они ничего не смогут изменять. Каждое изменение и движение автоматически сохраняется. Вы выбираете редактор, копируете ссылку и ссылочку отправляете учащимся. Также можете через чат, если у вас онлайн-урок, либо же в отдельном приложении сгенерировать QR-код из ссылки. Итак, мы лексику отработали. Теперь мы выходим на этап восприятия и употребления в речи лексических, грамматических единиц. Чтобы отработать, не отработать, а проверить, так сказать, письменную речь в групповой работе, мы можем использовать ресурс ZoomPad. Очень прост в использовании, не нужна регистрация ни для учащихся, ни для учителя. Мы нажимаем на «Создать», и вам выходит такое поле. Оно похоже на Word-редактор. Здесь мы видим, сколько учащихся зашло в ваш документ. Здесь учащиеся могут прописать свое имя, выбрать, каким цветом они будут писать в документе. В самом начале ZoomPad дает свое приветственное слово, которое вы можете удалить, и вместо этого записать задание для группы.
В этом документе, в этом ресурсе также есть чат, где могут учащиеся обсуждать, что они пишут. В этот ресурс мы можем загрузить Word-документ с компьютера, и все содержимое с Word-документа здесь отобразится, и прямо здесь мы можем редактировать все содержание Word-документа. После того, как группа составила свой текст вместе, они вместе работают в этом сервисе, они могут скачать этот текст либо в формате PDF, либо в формате Word, там Word-документа. Итак, вы создали упражнение, задание записали, и вот здесь есть кнопочка «Поделиться», как во всех телефонах. Вы сюда нажимаете, и просто там выходит ссылочка. Ссылочку копируете и отправляете учащимся. Теперь мы можем также апробировать этот инструмент, если у вас есть QR-коды. Не получается у нас апробировать, да? В камерах у вас нет QR-кода? Ну ладно тогда. Да может у вас это есть. Я тоже не знала, что у меня есть сканер QR-код. Я просто навожу вот на экран, и оно само все происходит. Сейчас я покажу с телефона. Вот, допустим, такой документ вы создаете для учащихся. Вот показывает, что я зашла с компьютера, и еще я зашла с телефона. 2 человечка. И здесь я могу писать. Hello. Вот появилось. Так работает данный ресурс. Если вы хотите проверить индивидуально у каждого учащегося письменную речь, для этого мы можем использовать, возможно, все уже знают, доску Padlet. Для использования этой доски мы должны зарегистрироваться как учитель, иметь Google аккаунт. Мы заходим и нажимаем на «Создать доску». В бесплатной версии вы можете создать только 3 доски. Если вы будете заходить с разных аккаунтов, то вам будет достаточно, да? Либо же старые можно удалять. Итак, мы нажимаем на кнопочку «Создать». Далее вы должны выбрать, в каком виде будут представлены посты учащихся. Они будут создавать свои тексты в виде постов. Посты могут быть в виде кирпичиков, в виде ленты новостей, либо же они располагаются рядами один за другим, либо же они могут быть разделены по колонкам. Я выбираю практически всегда рядами, один за другим. Мы выбрали, и далее нам выходит уже сама доска. В настройках, в названии мы прописываем название этой доски, в описании мы пишем задание, и ниже в настройках мы можем выбрать фон. Также вы можете выбрать, могут ли дети комментировать друг у друга посты, могут ли они ставить лайки. И если детки зашли со своего Google аккаунта в этот ресурс, то вы увидите имя автора. Если они не зарегистрировались, у них нет Google аккаунта, то вы просто увидите анонимный пользователь. В данном случае вы должны указать в задании, что вы должны подписать свою работу. Итак, мы настройки все сделали, нажимаем «Сохранить». Далее у вас пустая доска, мы должны создать первый пост, как образец. Внизу в правом нижнем углу есть кнопочка «Добавить пост». И тут есть совет, дважды нажми в любом месте, перетащи файл, и у нас получится пост. Итак, мы нажимаем вот на этот плюсик, и получается, выходит такое окошечко. Здесь мы пишем название нашего поста. Здесь учащиеся могут прикрепить ссылку, картинку с интернета, прямо в момент записи сделать фотографию, прикрепить фотографию и пишут свой текст. Также они могут поменять цвет своего поста. Мы все написали и нажимаем на Publish. Публикуем. Получается такой пост. Вот он, синего цвета. Можно ставить лайки, комментарии. Если вы хотите проверить устную речь, очень прост в использовании, очень удобный ресурс Vocalo. Здесь всего лишь одна кнопочка.
Если же у вас был, опять же, сканер QR-код, вы бы сразу могли пройти по этой ссылке, сразу записать свой голос, скачать. Да? Итак, мы нажимаем на эту кнопочку, записываем свою речь. Опять же, на эту кнопочку нажимаем, связь приостанавливается, запись. Так, сейчас сразу здесь покажем. Да? Угу. Итак, вот как выглядит. Нажмите кнопку, чтобы начать запись. Нажимаем. Hallo. Разрешить. Hallo, wie geht's? Сохранить, поделиться. Мы можем поделиться на Фейсбуке, в Твиттере, WhatsApp. Можем также скопировать ссылочку, отправить учителю. Можем скачать в формате MP3 и отправить в ПИСЕО учителю, либо же другому учащемуся. Либо же, опять же, сгенерировать QR-код. Здесь могут и группой записать, да, речь, либо же каждый отдельно записывает свою речь. Дальше. И мы переходим к последнему этапу рефлексии, когда мы подводим итоги, к каким результатам мы пришли. Здесь мы можем использовать ресурс Mentimeter. Для использования этого ресурса учитель должен зарегистрироваться. Также можно использовать Google аккаунт. Регистрируемся. Мы регистрируемся. Выходит ваш личный кабинет. Чтобы создать опрос, мы нажимаем на New Presentation. Далее мы пишем название опроса, Was können und kennen wir, и на Create Presentation. Далее вы должны выбрать, в какой форме будет проводиться опрос. Mentimeter предлагает много форм опроса. Здесь нужно очень долго разбираться, у нас времени не хватит. Поэтому я вам показываю самую простую форму, это Multiple Choice. Выбираем Multiple Choice и теперь уже наполняем своим содержанием. Пишем наш вопрос и ответы, которые могут выбрать учащиеся. Ниже в настройках мы должны выбрать, в какой форме будут представлены все результаты опроса. И также можем указать, сколько ответов может выбрать каждый учащийся. Прямо сейчас мы можем также опробировать с вами этот инструмент и заодно узнаем, используете ли вы на уроках интернет-ресурсы, знаете ли вы об этих интернет-ресурсах и будете ли вы их использовать. Вот так вот видят детки на экране этот опрос, вопрос, ответы, и наверху написано: пройдите по ссылке menti.com и введите код такой-то. Этот код действует только 2 дня. Если вы сегодня с одним классом проводите этот опрос и через неделю с другим классом, то код уже будет недействительный, его нужно будет обновить. Детки так видят, вот, когда они проходят menti.com по ссылочке, вводят сюда свой код, и они видят этот опрос. Они выбирают ответ, нажимают на Submit. Можно по-другому поделиться ссылочкой на этот опрос. Вы нажимаете на Share. Опять же, мы копируем ссылку, отправляем детям, либо же генерируем QR-код. Детки проходят по ссылке, либо же по QR-коду и опять же выходят на этот опрос. И в такой форме будут представлены результаты. Здесь мы видим, сколько человек проголосовало в этом вопросе, сколько человек выбрали первый ответ, второй ответ и так далее. И потом уже анализируем все данные. Теперь, даже если у вас нет QR-кода, мы сможем это проделать, если у вас есть интернет в телефоне. Коллеги, есть у вас интернет в телефоне? Есть. Пожалуйста, пройдите по ссылке menti.com и в окошечке введите код 1510 1545. Также могут это сделать наши онлайн-зрители. Так, я тоже навожу. Сканирую QR-код. 1510 1542. Вышел ли у вас опрос?
Так, пока отвечаете, я сейчас зарегистрируюсь, чтобы мы смогли увидеть результаты. Секундочку. Menti.com. Еще раз показать вам код, коллеги. 1510 1542. Ольга Юрьевна, получается? Menti.com. Пятнадцать 10 1542. Почему-то мне не дает зайти в мой Google аккаунт. Очень интересно. Почему так? К сожалению, не могу вам показать. А я ответила. Да, я знаю, вы ответили, но я почему-то не могу зайти. Мне должно прийти уведомление, но оно не приходит, к сожалению. Прошу прощения. Впервые с таким сталкиваюсь. Thank you написали. Да, да. Значит, ушел к вам. Вот, да. Ответ у вас уже есть. Вот, сейчас. Потом техника такая. Конечно, как назначение. Просто мы с другого компьютера сходим, поэтому не хочется спускать. Я очень хочу посмотреть ваши результаты. Сразу хочу сказать. Цукрозы. Выбрали первый ответ. Нам позволяет еще регламент? Да, у нас осталось еще 3 эксперимента. Сейчас попробуем еще раз. Если не получится, то очень жаль. Часто пользуетесь интернет-ресурсами? Да, Ну, когда постоянно? 89. Всё. И проблем нет вот с выходом учащихся? Не у всех есть выход в интернет. Гарантии не оплачивают. Лишний забор. У старших школьников почти практически у всех, да. Исключение со стороны наказания. Итак, Что-то появилось? да, я зашла в свой личный кабинет, я открываю этот опрос, и я сейчас должна увидеть. Вот, у нас проголосовали 4 человека, 2 человека знали об этих ресурсах, но не используют их. 1 человек знает эти ресурсы, использует их, и кто сегодня узнал об этих ресурсах и будет использовать их на уроке. А на уроках вы используете? Да. Jamboard я часто использую, где вот сейчас покажу, можно все двигать.
Вот такое. Не создается впечатление, что получается очень много пауз с молчанием, то есть язык живет только на письме. Так они же говорят. Или они это все, что пишут и видят, они даже проговаривают. Если Просто метода вот меня интересует. Если Да, мы- мы используем, но где язык-то? Письменная, Грамматика, ладно, это понятно. да. письменная речь, они Письменная там речь, пишут, да. они там пишут. Здесь мы отрабатываем лексику, вот их зинга, они все это проговаривают. Вот это. Вот это. А письменно остается письменной речью. Устная речь, вот говорят, они записывают. Всё понятно, правда, очень видно. Спасибо вам большое за активное участие, за ваше внимание. И желаю вам удачи в использовании интернет-ресурсов на уроках. Прежде всего, очных уроках. Есть предложение на городском МО показать всем учителям. Потому что, ну, как бы, есть смысл. А когда у нас будет? Это через 2 дня скажет нам. Ой, не могу. Или мы предложим. Запись. Если вы хотите, я могу сохранить эту презентацию с инструкцией, да, с использованием. Можно написать? Да, давайте мы возьмем. Да. На адрес прислать? Ну, мы это знаем. Да, я ваш адрес знаю. Здесь на рабочем столе ничего не оставляете, да, папочку? А, сейчас я почувствую. Вот, оставляю. Я тоже оставлю. Можно взять. Это все запись останется. Надо просто спросить, где они разъяснились. Чья-то флешечка тут осталась. Трансляция просто запись, да, потом лишь онлайн случайно. Флешка чья ваша? Нажмем, да, сразу начали. Да, коллеги? Давайте начнем. Есть движение начать. Да? Давайте. Уважаемые коллеги, добрый день. Я вас приветствую. Я учитель английского языка гимназии номер 1, Ольга Николаевна Рябова. И тема сегодняшнего моего выступления – формирующее оценивание как фактор повышения качества образования. Если мы обратимся к анализам Федерального института оценки качества образования и будем изучать факторы, влияющие на качество образования, то вы видите среди данных факторов процесс как один из факторов, влияющий на качество образования. То есть, если данный процесс у нас осуществляется в полном и качественном режиме, то он дает повышение образовательных результатов. Если же нет, то является фактором риска низких результатов. И в процессе мы видим, что одним из главных моментов здесь, аспектов, являются педагогические технологии. И немаловажную роль здесь играет формирующее оценивание. Обратимся к терминологии Попинской. Формирующее оценивание – это оценивание для обучения. Это такие главные ключевые слова, на которые можно опираться. То есть мы оцениваем процесс обучения, а не только конечные результаты, не только какие-то контрольные работы, промежуточную аттестацию. Одним из определений тоже является
такое определение, как формирующее оценивание, это эффективный способ повысить образовательные достижения каждого ученика и сократить разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьезные затруднения в обучении. Нам формирующее обучение необходимо на данном этапе. У нас очень много есть учащихся, у которых большие, так сказать, разрывы. Некоторые очень хорошо успевают, да, а некоторые отстают, не понимают программу. Вот. И нам необходимо, чтобы понять, как идет процесс обучения. И, как я уже сказала, не только подходя уже к конечной стадии, когда мы смотрим конечные результаты, но и на начальные и промежуточные. И если результат окажется неудовлетворительным, то в этот процесс можно внести необходимые изменения. Существует несколько характеристик формирующего оценивания, а именно это центрированность на ученике. Здесь подразумевается, что фокусируется внимание учителя на отслеживании и улучшении учебной деятельности ученика. И мы смотрим, как можно этот процесс откорректировать. Направляемость учителем как одна из характеристик. Здесь предполагается, что оценивание педагог ведет высокий уровень, проявляет высокий уровень профессионализма, он решает, как оценивать, каким образом реагировать на информацию, но еще и подключает учащихся. И разносторонняя результативность, то есть здесь развиваются навыки самооценивания, рефлексии, благодаря чему растет учебная мотивация. Формирующее оценивание в рамках данной методики, данной технологии учитель применяет методики, инструменты, создает условия для мотивации, а учащиеся продвигаются к учебной самостоятельности. Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, а учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного учения. Алгоритм создания системы формирующего оценивания можно представить следующим образом, что, конечно же, на первом этапе мы определяем планируемые результаты, которые нам нужны на данном уроке или на определенном этапе. Учитель организует деятельность по планированию и сопровождает эту деятельность с помощью дальнейшей обратной связи. В методиках Пинской или Пинской техники и методики следующие. Это может быть мини-обзор, то есть минутный обзор, он обычно проводится в конце урока. Мы его практикуем, то есть что изучали, в данном случае представлено на русском языке, это все оформляется и на английском языке. Что изучали, с какими заданиями ты справился без помощи учителя. Наиболее важное, что увидел в этом уроке, что вызвало трудности, что хотелось бы узнать по теме дополнительно, что у меня получилось лучше всего, что мне необходимо усовершенствовать. Метод неоконченных предложений. Мы их тоже на английском употребляем. Допустим, it was interesting, it was surprising to learn that. I have learned, я научился. Today I have learned, сегодня я узнал. Задания какие-то для меня показались трудными. Ну, допустим, в МК Кузовлева такое есть в рабочей тетради, в self-assessment, то есть вот такая обратная связь там есть. И там даже автор спрашивает, какие упражнения были наиболее интересными. То есть учащийся возвращается, допустим, к разделу, да, и может даже предложить какие-то интересные задания для усовершенствования учебника. То есть это вот тоже определенная мотивация для учащихся. Волшебные линеечки. Но здесь, наверное, больше не на предметные умения направлены вот они, а больше на такие метапредметные регулятивные действия. То есть здесь нам можно оценить, аккуратен ли он был, то есть аккуратно ли делал конспект, составлял конспект, точность, правильность выполнения заданий, самостоятельность, активность. И ребята могут изобретать собственные оценочные шкалы, что тоже их мотивирует. Одним из приемов является прогностическая оценка, то есть оценка возможностей решения той или иной задачи. То есть мы заранее планируем, справится учащийся сам, не справится. Прием задания ловушки на рефлексию освоения способа действия. Прием составления заданий с ловушками, то есть учащиеся сами могут составить. Если где-то видят затруднения, они могут сами разработать какое-то интересное задание. Особенно это для продвинутых учащихся. Интересно.
Прием выполнения заданий по образцу. Учащимся предоставляется возможность сверить выполненное задание с образцом. Прием создания помощника для проверки работы. Прием создания проверочных заданий. Я хочу представить одно из заданий. Прием выполнения заданий по образцу. Дети любят разные конструкторы. Здесь я тоже представляю конструктор письма другу. В частности, мы, допустим, письмо разрезаем по командам или по группам, даем, и они это конструируют. И потом предлагаем образец письма. В общем-то, задание несложное, но оно такое нам необходимое, и тем более подводит нас дальше потом к ГИА. И ребята затем проводят самооценивание. То есть рефлексируют свою деятельность, смотрят, как выполнено задание по образцу, правильно, неправильно, что надо доработать, может быть, адрес не так пишут, еще что-то, нужна помощь, и обращусь за помощью. Вы знаете, что в регулятивных действиях нам важно, то есть куда они обратятся за помощью, либо к учителю, либо к другу, либо еще каким-то материалам. Далее педагогические приемы, которые помогают учителю формировать учебные действия, контроля и оценки. Прием «Умные вопросы». Могут спросить, если, вот опять же, понимают, что они чего-то не знают. То есть умение не просто определить дефицит своих знаний, но и задать нужный и правильный вопрос. Я этого не знаю, но могу узнать, да, если задам вопрос учителя. Далее прием «Эксперт мой одноклассник, помощник учителя». Экспертом-помощником становится наиболее знающий успешный ученик. Вот далее сегодня мы увидим, как моя коллега Гриняева Елизавета Ивановна использует данный прием на уроке. Прием «Универсальные учебные материалы» УУМ разрабатывается учителем. Сейчас он актуален, то есть здесь обеспечивается механизм для организации подводящего диалога. Подводящий диалог, то есть в процессе обсуждения мы выявляем, обнаруживаем какие-то реальные затруднения учащихся в усвоении нового материала, определяем механизм, как эти трудности преодолеть, и, в свою очередь, обеспечиваем индивидуальную траекторию. Мною разработана часть, вот я представила вам для рассмотрения, часть таких универсальных учебных материалов, которые вызывают трудности. На материале, которые вызывают трудности учащихся, это придаточные предложения реального условия. В частности, вот мы в 6 классе работаем с данными предложениями. После того, как ребята изучили теорию, обязательно, то есть здесь вот она не показана, но теория, понятно, представлена в учебнике, да, мы предлагаем с ней познакомиться. И мы далее по теории идем с ними, то есть здесь каждому учащемуся выдается лист, можно это тоже в онлайн представить, да, где ребята заканчивают предложение, потом этот лист остается у них, и они могут к нему вернуться. Вот, допустим, придаточные предложения реального условия называются по-английски, они добавляют if clauses. Придаточные предложения реального условия выражают реальные действия. В придаточных предложениях реального условия глагол сказуемо употребляется в грамматическом времени present simple. А в главном предложении глагол сказуемо употребляется в грамматическом времени future simple. В предложении, и здесь им предлагается предложение, где нужно подчеркнуть одной чертой придаточное предложение. То есть анализ предложений пошел, ну, как бы теория уже с практикой. Подчеркивает одной чертой придаточное предложение. Далее, сказуемое в нем выражено грамматическим временем. И если они забывают, вот они опять к этим первым 4 пунктам возвращаются. Выражено грамматическим временем в придаточном предложении present simple. Подчеркиваем сказуемое 2 чертами. В предложении if the weather is sunny tomorrow, I will go for a walk with my friends. Придаточное предложение подчеркивает одной чертой. If the weather is sunny tomorrow. Сказуемое в нем is выражено грамматическим временем present simple. Подчеркивают 2 чертами. Далее они анализируют предложение, используя вот этот предыдущий анализ. И видят, что если союз if, значит это уже понятно, что предложение реального условия. И оно придаточным является. Сказуемое в придаточном предложении выражено грамматическим временем present simple. Сказуемое в нем present simple, сказуемое в нем phrases, да, то есть выбирают сразу из 2 вариантов уже правильный. If it freezes, а не will freeze. Выражено грамматическим временем present simple.
Ну и здесь главное предложение уже прописано. Далее немножечко практикуются сразу, да, 3 варианта, да. Вот это все один лист, который они потом дальше могут использовать. То есть это когда у них забывается, они к этому снова возвращаются, вспоминают вот эту теорию немножечко, да, и вспоминают вот эти примеры, которые они выполнили все правильно. Или какие-то ошибочки, может быть, и потом дальше могут использовать. И рефлексивный здесь момент, такой, который далее наше формирующее оценивание продолжает, это понял, не понял грамматику придаточного предложения, выполнил правильно, неправильно, мне надо еще доработать, если что-то они не поняли, мне нужна помощь, да, и опять же я обращаюсь за помощью к кому? Далее, следующие приемы и методы формирующего оценивания. Критериальное самооценивание. Оно позволяет нам вместе с учащимися разработать критерии, то есть желательно вместе, а не давать в готовом виде. То есть здесь индивидуально, а вот критериальное взаимооценивание, оно проводится вместе с учащимися в рамках командной работы, например, группового выступления, инсценировки и так далее. Карта понятий тоже разрабатывается, да, она помогает определить насколько хорошо ученики видят общую картину отдельной темы. Ну и составление тестов – это, конечно, работа творческая, которая выявляет знания, подготовленность учащихся, мотивирует их также. Я хочу вам продемонстрировать, вот, допустим, такой момент, как простая буквально схема. Может быть, даже в слабых классах можно ее применить, там, где, может быть, дисциплина не очень хорошая, то есть регулятивные такие моменты у них западают. Readiness with homework, то есть готовность к домашним заданиям. Activity at the lesson, активность на уроке, то есть по баллам можно определить, сколько там они, на каком уровне. Discipline at the lesson, your mark в конце урока, это вот по самооцениванию, это можно по любому моменту такую простую схему сделать. И по датам вверху такие таблички даже можно предлагать для анализа потом уже, да, вот все заполнено, и проанализировать работу, чтобы ребята не приставали в конце четверти, не говорили, за что у меня 3, да, а за что у меня то-то, то-то, 5, 10. То есть простая схема, и можно применять на родительских собраниях. В рамках критериального взаимооценивания, когда мы готовим проект, вот здесь предлагаются критерии, по которым оценивается текст проекта. Мы начали, допустим, с учащимися в 5 классе эти критерии разрабатывать, в 6 классе на английском языке мы их предложили. То есть здесь использование плана в задании проекта, spelling, правильное написание слов, это когда готовится draft, да, черновик проекта, grammar, правильная грамматика, word order, правильный порядок слов, pictures in presentation, sentences, то есть определяем, сколько они должны представить предложений, это, ну, сколько конкретика, да, здесь вводится, use of phrases. В разделе каждом предлагаются, допустим, какие-то темы проектов, и мы смотрим, какие фразы мы определяем, должны употребиться все-таки, да. И использование фраз также необходимо. Я здесь указала на страничке 145 учебника, там дается фраза для введения проекта I'd like to present the project, и для окончания, как нужно закончить проект. Далее, в критериальном взаимооценивании, когда ребята уже проект показали, значит, они вот взаимооценивают друг друга. То есть они оценивают, допустим, pronunciation и дают комментарии. Комментарии, вот эта карточка ребятам выдается, ну, постепенно они их заучивают, конечно, уже знают, и они комментируют, допустим, следующим образом. Ваня's pronunciation is good, not very good, bad, correct. И стараются исправить. Ваня, repeat please the word. То есть им нужно внимательно слушать, да, и кто-то, ребята, я распределяю вот ответственных, ты ответственный за pronunciation, ты там вот за следующие критерии, или где-то в паре, может быть, если учащихся больше 9. И здесь еще тренируется заодно и притяжательный падеж, да, Ваня's pronunciation, да, и так далее. Grammar, тоже хорошая, плохая, можно внести потом коррективы. Word order is correct, not very good. Use of English. В принципе, фразы одни и те же, можно другие поменять. Tempo is quick, slow, good, bad.
Sentences. Здесь нужно буквально считают предложения, даю, пусть считают. Manner of presentation. То есть либо он читал текст, который подготовил, Ваня read the text, или Ваня spoke well. То есть он хорошо рассказывал, все представил замечательно. Illustrations. Pictures, photos. То есть сколько представил фотографий и дает оценку этих фотографий. Bad pictures, good pictures. Addressing the audience. Ваня addressed the audience, looked at the audience, то есть обращался к аудитории, and could answer the questions well. Мог ответить на вопросы, которые потом ему задают. Ну и здесь в рамках изучения этих приемов и техник формирующего оценивания мы проводили в гимназии мониторинг и отслеживали, допустим, посмотрели вот эти приемчики. И здесь на табличке желтым отмечены приемы, которые применяются педагогами в настоящий момент, что из применяемого целесообразно применять зелененьким, и что применять нет необходимости. Вот из того, что нет необходимости применять, есть такие приемы, как обоснованный отказ от выполнения задания. Ребята могут этот прием применить, если они рефлексируют свою деятельность, и если у них, допустим, все хорошо, учитель может их поощрить. То есть отказ от выполнения каких-то заданий. Может быть, эти задания легкие, они на высоком уровне, то есть они опять себя понимают, как они, на каком уровне находятся, и отказываются. Разноцветные поправки – это тоже не очень для нас. Ну, вот такие приемы, как задание ловушки, сопоставление своих действий и результата с образцом, обнаружение причин ошибок и способы их устранения, создание помощника для проверки работы, составление проверочных заданий, эксперт мой одноклассник. Учителя считают, что эти приемы необходимо применять в настоящий момент. И чтобы применять целесообразно далее, это универсальные учебные материалы, то есть они нам дают возможность составлять индивидуальный маршрут. То есть то, что сейчас для нас, в общем-то, перспективно и целесообразно. И в заключение я бы хотела сказать, что в результате использования данных приемов и методик, и в сопровождении также проделанной работы классным руководителем, социальным педагогом, у нас некоторые учащиеся, где в классе был, допустим, качество знаний 50%, повысились до более чем 60%. Ну, это вот по окончании прошлого года. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Николаевна. Если есть Продолжение, вопросы. да? Да. Мы послушаем Елизавету Ивановну в виде То есть, если там не давать такие материалы, то структурированная система, они потом раз папочку, даже если я раз рассказала, они просто вспомнили. Где-то не быстро, допустим, они уже это проходили, там раз, я думаю, прописали, то есть что-то режимность, потом раз, встали, потому что надо все делать. Я тоже используюсь, конечно, Все,
Включи, пожалуйста, видеозаписи. Это очень сложно перевести. Видео? Да, видеозаписи, которые у нас остались. Да. Лучше спать еще кто-то будет? Спать уже все не будет никого. Но текста не школьно, что Потому что я еду, я поняла, что может быть, надо было скачать на флешку, чтобы а с другой стороны, вместе за ним. она снимала видео до сих пор, то есть это на карантине, Режется на выступление и на методическую платформу как-то выносится, да? Это даже целиком, да? Запись целиком не складывается, не режется. А вот сейчас, как мы тут обговорили, это зачем? Не поняла. Нет, вот вы говорите, видео идет целиком и размещается, а то, что вот сейчас То, что, ну, это можно, конечно, работать над видео, вырезать лишнее. потому что у нас вот видео залито. Сейчас кто-то включится, мы не успеем. Нет, Скажите, а мы кого ждем? ждем видеозаписи, да? У нас остались свои видеозаписи в программе. Всем добрый день, меня зовут Меня Павловна, я работаю учителем английской по языку, гимназии города Краснодарского. Сегодня я покажу вам исследования, которые я использую на здоровье. Современные исследования сложные способы мотивировать участие подростков и английского языка и языкования. Как мотивировать учащихся на изучение слов? Сначала слово, сначала сочетание и потом в данной работе я покажу следующие приемы. Первый прием – это есть сама оценивание. Второй прием – эксперт мой одноклассник. Третий прием – реальное самооценивание. Перейдем к первому приему. Есть результативность. Данные есть результативности, которые представлены на экране, был разработан мной как учителем. Также он может разрабатываться совместно с учащимися. Данный лист помогает учащимся как закрепить данный материал, также и в системе видеть свои достижения и часто использовать их при рефлексии. Да, то есть лист результативности чаще всего можно применять в повторении, да, то есть в закреплении темы, например, health, здоровье, и оценивать себя по нескольким критериям. Так, например, знание слов, knowledge of the words, ребятам предлагаются эмоции, какие они испытали при проверке слов. Затем они оценивают сами себя по уровням poor level, низкий уровень fair level, достаточный уровень good level, хороший уровень excellent level, замечательный или отличный уровень. Далее в задании, в приеме эксперт мой одноклассник будет также выставляться оценка эксперта по уровням, ну и финальная отметка, конечно, будет за учителем. Далее, по второму приему, критериальное самооценивание, учащиеся будут себя оценивать также по эмоциям и по достигнутому уровню. В рамках формирующего оценивания по данному упражнению отметка учителя, да, в журнал выставляется по желанию учащихся. Ну и третье задание по критериальному самооцениванию – это создание собственных предложений с использованием изученной лексики, выход в свободную речь.
Здесь ребятам также предлагается оценить себя вербально, да, то есть по определенным критериям. Да, то есть ребятам будут предложены задания написать советы, и они должны будут себя оценить. Опять же, по уровню, какие эмоции они испытали при создании советов. А далее оценить. I can write tips to my friend. Могу написать советы другу. It's difficult to write tips because I don't have enough practice. Мне сложно написать советы, потому что недостаточно практики. I can't write tips to my friend. I wasn't born to learn English. I'm a lazy bones. Я не могу написать советы другу. Да, то есть вот с таким листом результативности учащиеся будут работать на уроке. Итак, переходим к первому приему. Это эксперт мой одноклассник. На уроках я использую данный прием при проверке слов для закрепления изученной темы. Сначала учитель проверяет 2 или 3 учащихся на знание слов. Сильные чаще всего это учащиеся. Затем данные учащиеся становятся экспертами и проверяют остальных учащихся. Каждый эксперт берет лист собеседника и отмечает в нем правильные ответы. За каждый правильный ответ, верное произношение и перевод учащийся получает 1 балл. За неточность при переводе или произношении – полбалла. Эксперт подсчитывает общее количество баллов, выставляет соответствующую отметку собеседнику и возвращает лист с результатом. Также ребята оценивают уровень вербальный овладения словами. Excellent, good, fair, poor. Овладел, хорошо овладел частично, не овладел. Критерии могут меняться в зависимости от уровня группы, то есть как в большую сторону, так и в меньшую сторону. И после получения отметок учащиеся переходят к листу результативности и заполняют свои достижения. Таким образом, учащиеся видят результат сам со стороны одноклассника и учителя. Good afternoon, dear children. How do you feel today? Fine. Okay. Have you got a sore throat today? No, we haven't. Sveta, have you got a toothache? All right. Jenny, have you got a backache? No, I haven't. Maria, have you cut your finger? Yes. Wow, what a pity. So today we are going to check how many words do you know on the topic health. All right. So, Olga, please translate the first 5 words for me. Read and translate them. Okay. So health, здоровье, terrible, ужасный, a sore throat, больное горло, take medicine, принимать лекарства, a cold, простуда. Okay, thank you. Today you will be an expert and you are going to check Marina. And what about you, Sveta? Can you read the second part of the words? The flu, грипп, stomach, живот, желудок, to cut a finger, порезать палец, to cut an arm, повредить руку, to get better, выздоравливать. Okay, thank you. You will be an expert and you are going to check Maria and Evgenia. Okay, so I give you 5 minutes. Please work, and experts, don't forget to put plus if the pupil was right. So please work. Don't forget to sign your lists. And then you will exchange. Не забудьте обменяться. Эксперт берет лист того человека, которого проверяет. Okay. And good classes. Alright, now let's estimate. Take your chart with self-assessment.
Okay, pay attention to the first point in your self-assessment chart. Knowledge of the words. So, please, circle your emotions. Was it difficult for you? Were you good enough? Or you did everything in a perfect way? Okay, give self-assessment to yourself. Poor level, fair, good, and excellent. Низкий уровень, достаточный, хороший, высокий. Now, don't forget to give your expert assessment. Again, circle the right variant. Okay, and I will give your final mark. That's it. Thank you. Alright. Переходим к следующему приему. Следующий прием, применяемый для закрепления лексических единиц, это критериальное самооценивание. Критериальное самооценивание. Данный прием может использоваться на уроке при выполнении тренировочных упражнений, желательно после закрепления знания слов по определенной теме. В предложенном задании нужно вставить подходящие по смыслу слова в предложение. Время на выполнение ограничивается. После учащиеся по желанию зачитывают ответы, учитель фиксирует их на доске. Учащиеся проверяют и оценивают себя по критериям. 100% выполнение заданий – 5, 80% – 4, 60% – 3. Критерии обсуждаются с учащимися, также они могут быть изменены как в большую сторону, так и в меньшую. Следует отметить, что в формате формирующего оценивания журнал отметка может не выставляться, но также могут быть выставлены хорошие и отличные отметки по желанию учащихся. В результате учащиеся научатся употреблять в устной и в письменной речи в основном значении лексические единицы, которые были им изучены. Далее они научатся писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Учащиеся получат возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. Итак, переходим к фрагменту урока. So, now let's go on working. So, Svetlana, will you please read the task? Exercise 1. Read some tips. Fill in the gaps using the words from the box. Запомни пропуски подходящими по смыслу словами из рамки. Use, solo, stay, advice, toothache. Alright, please. You've got 3 minutes. Take your pencils and fill in the gaps. Doesn't want to work. Sorry. Alright, everyone is ready. So let's check your answers. Please read the sentences one by one. Olga, begin, please. If you've cut a finger, you should use the plaster. Alright, do you agree that the right variant is use? Yes. Okay, the second sentence, Marina, please. Got a sore throat, prefer to have a medical check. Alright, is Marina right? Yes. Perfect. So Evgenia, go on. When I have a cold, I usually stay in bed for 3 days. Alright, so, right you are. Then Maria. If you follow the doctor's advice, you will get better soon. Okay, well done. And Svetlana, the last variant. You shouldn't worry if you have got a toothache. Consult a dentist. Perfect. Alright, please check your answers and give yourself a mark. Okay, and don't forget to come back to your self-assessment chart and circle your results there. Don't forget about emotions and your level. Okay, good. And now let's pass to the second task. What are we going to do further? Maria, will you please read the task for the second exercise? Write some tips to your pamphlet that has got a code, 4 or 5 sentences. Alright, how should we do it? Which modal verb do we use when we write advice? Какие модальные глаголы
Should, right. Okay, so what can help you to write the tips? Что вам может помочь при выполнении заданий? The first one, right. Первое упражнение может вам помочь. Please, take your time. I give you 5 minutes and write some sentences, some tips to your pen friend. I've got ideal students in this group. A dream of a teacher. Yes, no mistakes. So imagine that 5 minutes are up. So was it difficult to write some tips? No. Okay, so who would like to read tips to a pen friend? Evgenia? So you have a lot of them. You should drink a lot, you should stay in bed, you should consult the doctor, and you shouldn't take medicine without doctor's advice. Did Zhenya write? Olga, did you count? I think 5. 5. So how many? 4. There were 4 tips. Okay, good. So did you notice any mistakes? No. Alright, so you made a great job, and now it's high time to estimate ourselves. Давайте себя оценим. So, tick the statement that is right for you. Отметь утверждение, которое тебе подходит. I can write tips to my friends. Я могу написать советы другу. It's difficult to write tips because I don't have enough practice. Мне сложно написать советы, потому что недостаточно практики. Так, на уроках не хватает времени, а дома некогда. I can't write tips to my friends. Я не могу написать советы другу. Okay, and don't forget to circle your answers in your self-assessment chart. Okay, Elena, can I take your self-assessment chart? Okay, so Marina made a great job today. What about others? Are you happy with your results? Yes. Okay. Thank you for your work. So at home, keep practicing and use vocabulary on the topic health. А сейчас, дорогие учителя, давайте вернемся к самим себе. Да? И скажите, пожалуйста, насколько эффективно, почему вы не насколько эффективно использование данных методов, а именно лист результативности. Что? Клавиатуре поичал. На клавиатуре. Клавиатура на столе лежит. Ага. Вау. Насколько эффективно использование данных приемов, лист результативности, критериальное самооценивание и эксперт мой одноклассник на уроках английского языка? Скажите, пожалуйста. И на всех ли предметах можно применять данные приемы? Как вы считаете? Давайте сначала начнем с английского. Насколько это целесообразно? Это эффективно и целесообразно, потому что дети себя оценивают, они видят результаты других, сразу же рефлексию, и здесь можно не оценивать сразу в журнал, а дается возможность ребятам, допустим, повысить свой результат, как-то по-другому посмотреть уже вот на эту проблему. Хорошо, спасибо. Даже, мне кажется, вот во втором упражнении мы сейчас списали советы, да, можно еще как бы один прием, да, сравнить совет друга и свои советы, да, то есть можно рассчитать. Они, в принципе, мне кажется, готовы к такой работе, и это, ну, если это обратиться и постоянно делать, то они, в принципе, нормально. С какими проблемами может столкнуться учитель при использовании данных приемов? Может отнять время.
Но это может быть в начале, и если дети к этому привыкнут, то это будет проходить быстро, и они думают, что результат их будет постепенно все время повышаться, потому что они все время будут себя самооценивать и взаимооценивать. Это очень важно в формирующем оценивании. Спасибо большое. Проблема может быть, если не так много детей, успевающих по языку, если слабенькие ребятки не друг друга оценить, им сложно будет. То есть тут нужно садить, рассаживать детей так, чтобы было быстрее и те, кто не успевает. Ну, на моей практике в 6 классе ребята сильные, они встают, да, и подходят. То есть у меня не запрещено хождение по классу, подходят и проверяют. Потому что бывает так, что учащийся очень замкнутый, он боится ответить учителю, а когда он отвечает однокласснику, возможно, он раскроется, да, и преодолеет свой барьер. То есть это тоже есть свой плюс. Ну и в конце скажите, пожалуйста, насколько эффективно систематизировать, это мы с вами уже проговорили, да, то есть эффективно, да, на всех ли предметах мы можем применять данные приемы, да? Можно на литературе, допустим, взаимооценивание, да, самооценивание нет, при оценивании друг друга, при стихотворении, да, когда стихотворение декларируют. Верно, да. Также на русском языке можно проверить слова, логики и так далее. Ну и в конце давайте поговорим, на какой стадии готовности использования данных приемов вы находитесь. Мы используем. Ага. Мы иногда используем. Иногда, да, то есть примерно 60-70%, да, стараемся. Спасибо вам за работу. До новых встреч. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я учитель английского языка Сброва Марина Васильевна. И сегодня на нашем методическом объединении я хочу представить вам представлено отличие задания 40, письменные рассказы с элементами рассуждениями с новым форматом, с проектом экзамена на 2022 год. Как известно, задание номер 40 изменилось. Значит, я взяла из проекта только одно задание 41, да? Подобное же задание есть у нас в этом же проекте 42. Как мы видим, до 2021 года у нас были представлены две темы для написания письменного высказывания. Ребятам нужно было выразить свою точку зрения и уложиться в объем 200-250 слов. Сейчас у нас представлена диаграмма или таблица сравнительная, и ребятам нужно прокомментировать данные, собранные учащимися в ходе проекта, и дать свое личное мнение на предмет исследования. Ну и вот сегодня мы постараемся найти принципиальное отличие в этих заданиях и выявить трудности, с которыми будут сталкиваться наши учащиеся. Так, ну еще раз хотелось бы обратить на само задание, на сами задания и посмотреть, как изменился план. То есть в старой редакции у нас было, первый пункт плана был какой, Елизавета Ивановна? Make an introduction. State the problem. State the problem, paraphrasing the given statement. Так, и новая редакция. Make an alternate statement on the subject of the project work. То есть, другими словами, что нам предлагается в первом пункте плана рассказать? Ввести тему, да, то есть ребята пишут вступление к сочинению по одной из тем. Хорошо. Второй пункт плана Евгения Сергеевна изменился ли? Express your personal opinion and give two, three reasons for your opinion. Select and report 2-3 main features. Так, ну, изменился ли пункт плана второго абзаца? То есть дать нужно, да. Ну, здесь нужно было выявить 2-3 причины, да, а здесь нам нужно собрать и прокомментировать три основных черты, да, то есть по, опять же, таблице.
Так, третий пункт, плана Светлана Алексеевна. Express an opposing opinion and give one or two reasons for this opposing opinion. Ну а сейчас make one or two comparisons where relevant. Там нужно было выявить противоположное мнение, дать мнение других людей и выявить, дать еще объяснение на почему. А сейчас нужно сделать одно сравнение, которое похоже. Найти два сравнения. Ну, в принципе, что-то рядышком тоже похожее, да, пункты плана. Так, Ольга Николаевна, 4-й пункт плана, насколько я помню. Explain why you do not agree with the opposing opinion. И в новом варианте у нас outline a problem that can arise with reading and suggest the way of solving it. Да, один из самых трудных моментов. Один из самых трудных и который кардинально поменялся, да, в этой работе. Так, ну и последнее, Мария Владимировна. Write a conclusion restating your position. И one, draw a conclusion giving your personal opinion on the importance of reading in human life. Окей, так, есть ли разница между этими пунктами плана? Раньше нужно было написать заключение, да? Ну и в принципе сейчас тоже, да. Ну единственное, что там мы возвращались к своей точке зрения, помните, да, коллеги? Ну а здесь нам нужно на основе таблицы или графика написать заключение, дать свою точку зрения, ну, в соответствии с темой, заявленной тем или иным графиком. Да, немножко уточняется как будто. Да, уточняется, да. Так, ну что, мы сейчас посмотрим, какие вот в связи с измененными пунктами плана могут возникнуть трудности при написании сочинения 41. Так, ну вот смотрите, здесь очень важно понимать нам, ну, поскольку мы будем обучать детей, да, и детям тоже, что эта проектная работа выполнена самими учениками, да, то есть в задании мы смотрим, you have collected some data on the subject of the results, да, вот это важно. Дальше, что важно, ну, тема, так скажем, данной таблицы сравнительной, да, жанра книг, и о предпочтении жанра книг подростками, да, то есть на всем протяжении сочинения нам нужно будет говорить о подростках, это тоже важно, чтобы не переходить, допустим, да, от частного к общему, не переходить, например, что люди, это потому что мы же будем искать какие-то опять синонимы, перефразирования, да, чтобы мы не путали teenagers and old people, таким вот образом. Дальше, какая может быть сложность, да, поскольку нам нужно собрать и прокомментировать 2-3 важных черты, да, в этой таблице, то есть рекомендуется сгруппировать как-то жанр. То есть мы смотрим и видим, что какие-то жанры более предпочтительные, да, какие-то менее. То есть вот в данной таблице какие жанры мы можем уже сгруппировать? Из этого. Adventure, Detective, War, Spy Stories. Да, то есть вот они почти близкие по значению. Вот это одна из групп, да, которую мы можем выявить как предпочтительную для подростков, что они их читают больше. Ну и Animal Stories Romances, да, это уже менее предпочтительные, они читают их меньше. То есть вот, пожалуйста, да, мы во втором абзаце описываем, почему подростки выбирают больше данные жанры и почему не выбирают эти жанры. То есть приводим просто какие-то голые факты. Так, дальше посмотрите, в 3-м абзаце мы можем уже сравнивать по числам, да? То есть мы приводим примеры процентного соотношения, какие книги читаются больше, да, какие книги меньше. И опять же, для нас может быть всегда в этих графиках и таблицах, для нас может быть что-то находить, мы можем удивительное, что нас прямо удивило, что нас заинтересовало. На самом деле, да, допустим, если мы, например, читали больше романов, меньше детективных историй и приключений, то у подростка выбор сейчас поменялся. Да? Опять же, мы это можем обосновать. То есть в 3-м абзаце мы описываем вот эти данные, как раз, которые получились во время проекта. Да? То есть сколько подростков, количество подростков любят читать
приключения, прям с цифрами, да, обговариваем, сколько любят романы читать и так далее. Ну вот как раз я показала здесь, да, что мы можем объединить какие-то категории, мы можем сравнить, что меньше всего, что больше всего и так далее. Так, ну вот самое, как Ольга Николаевна сказала, самый важный такой проблематичный пункт, вот это показать проблему и показать пути решения этой проблемы. Ну вот посмотрите, коллеги, какая может быть проблема здесь, может быть, в таблице кроется, или где мы ее можем найти, или как мы можем ее комментировать. Какие-то есть у вас мысли? Подумайте, пожалуйста. Может быть, акцентировать внимание на проблемы с животными. Ага, почему, Ольга Николаевна? Потому что проблемы связаны с экологией, то есть нужно связать. Абсолютно вы правы, потому что, смотрите, здесь проблему можно выявить прямо в самой таблице. Да? То есть мы видим, что рассказы о животных читают мало, да? Они ими мало, может быть, интересуются, и у нас, наоборот, сейчас идет акцент на воспитание экологическое там, и так далее. Да? Дальше, то есть, смотрите, мы можем проблему выбрать прямо из таблицы. Мы можем ее придумать сами, мы можем что-то еще добавить. Да? То есть почему взяли именно эти жанры, да? Почему подростки опрос провели только по этим жанрам. Дальше. Ну, наверное, проблема кроется в том, что, все равно, смотрите, подростки же читают, но мы не можем сказать, что они вообще не читают, да? То есть, как бы, тенденция к чтению сохранилась, да? Но читают больше приключенческие и детективные рассказы. Почему? Потому что, да, они менее информативные, они такие захватывающие, их легко читать. То есть детективы читаем мы для чего? Чтобы убить время, мы отдохнуть и так далее. То же самое мы можем написать про подростков, да? Так, ну и понятность проблемы, да, то есть мы выявляем проблему вот внутри нашей таблицы, внутри какого-то графика, который видим, да, то есть опять же мы можем какие-то воспитательные моменты на книгах тоже обсуждать с детьми. На спорт нужно обратить внимание. Да, на спорт тоже, почему? Здоровый образ жизни. Да, здоровый образ жизни. То есть вот это, пожалуйста, да. Извините, наверное, надо научить детей вот выявить вот эту, да? Да. То есть это, конечно, можно делать очень долго и кропотливо, потому что, подростки могут по-другому видеть эти таблицы, да, то есть у нас одно видение, у них другое, они, может быть, вам подскажут другую проблему, да, ну и как можно решать все эти проблемы, в принципе, мы уже тоже что-то затронули. Как можно решить? Если они читают мало рассказов о животных, например, или романов, если это сложная для них информация, не такая интересная. В принципе, неинтересно. Да, конечно, да. То есть, опять же, мы можем через воспитательные какие-то моменты обсуждать дома, да, родители могут предлагать какие-то современные романы, современные рассказы об истории, да. Дальше в школе мы можем тоже что-то обмениваться, на уроках литературы, на уроках английского языка мы тоже эти темы затрагиваем, да, то есть проводить какие-то уроки нравственности, да, показывать, что не только приключенческие романы хороши, но и рассказы о животных и разные другие романы. Так. Ну и последнее, да, это написать заключение, да, со своей точки зрения, но обратите внимание, я тоже выделила, да, здесь мы идем уже от частного к общему, да, то есть если я вам говорила, что мы пишем сочинение про подростков, то в конце, посмотрите, пожалуйста, да, важность чтения в жизни людей, да, то есть это очень важно, то есть чтобы не было опять перекоса какого-то логического при написании сочинения, мы можем, нам нужно обратить внимание на это тоже. Ну, как обычно, да, то есть мы пишем сочинение и пишем заключение, мы, в принципе, это уже умеем делать, но единственное, что нужно обращать на какие-то детали внимания. Так, ну вот я вам говорила, что в третьем абзаце мы используем числа. И обратите внимание, что мы числа все прописываем числами, цифрами, да, потому что мы помним про объем 200-250 слов, что мы не выходим за границу объема. Ну и
если, опять же, говорить о том, чтобы это высокий уровень задания, нам можно заменять числа, какие-то процентные соотношения на какие-то словосочетания, да, то есть показать высокий уровень владения языка. Это тоже не все могут, и можно в помощь ребятам нам это дать и тренировать, вот, заменять какие-то процентные соотношения на словосочетания. Так, ну вот я уже говорила, что мы объясняем нам темы, категории, тренды, то есть в каждой таблице будет своя тема, свои какие-то категории обобщаем или разъединяем, да, ну и показываем, что больше, что меньше. Так, ну и хотелось бы обратиться на дополнительную схему оценивания, да, до 2021 года и проектная наша работа. Ну, здесь уже сама скажу, да, чтобы время долго не тратить. В принципе, остались те аспекты, которые мы с вами видели до этого года. Единственное, немножко изменилась формулировка, да, аспектов 1, 2, 3, 4, 5 в новом проекте. Остальное, организация, лексика, грамматика, орфография и пунктуация остаются стабильными, это мы тоже, для нас это уже не ново. Больше внимания хотелось бы обратить на критерии оценивания задания формата до 2021 года и проектного формата на 2022 год. То есть если мы посмотрим за решение коммуникативной задачи, раньше 3 балла было сложно получить, потому что нельзя было допустить ни одной ошибки. По организации текста тоже мы не могли допустить ни одной ошибки, но в новом формате, ну, я думаю, поскольку это новый тип задания, нам дают какие-то, так скажем, бонусы, да, щадящий режим написания, не все смогут хорошо написать. Допускается один неполный, неточный аспект, да, на 3 балла и одно нарушение нейтрального стиля. То же самое в организации текста. Вы видите, что можно, да, допустить одну ошибку по организации текста. Да, то есть это, может быть, будет отсутствовать один абзац или что-то, какие-то будут логические ошибки при выполнении этого задания. Ну вот, в принципе, да, вы можете почитать это самостоятельно, да, и сравнить. Да, то есть в каждом пункте есть какие-то теперь щадящие моменты. Да, вот если мы на 1 балл посмотрим в решении коммуникативной задачи, там вообще, смотрите, да, один аспект не раскрыт, это, конечно, да, большая ошибка. 2-3 раз неполно, не точно, или, да, вот предлагается, как бы, ну, мы помним, когда мы проверяли, да, сравнивали вот эти, сколько плюсов, сколько минусов, да, за каждый абзац оценивали, и вы тоже можете это посмотреть. Так, ну и, конечно же, сейчас идет обсуждение, да, проекта письменного высказывания с элементами рассуждения. И почему решили поменять этот формат, тоже хочется сказать, да, потому что, да, то есть те 11-классники, которые сейчас уже сдают экзамены, да, они заканчивают вот первыми, да, обучение по ФГОС, ну и от участника экзамена, поскольку они уже прошли все эти этапы, требуется проанализировать информацию. Мы тоже работаем с вами над проектами, таблицы, диаграммы, да, связанные с проектной, опять же, работой, вербализовать эту информацию, писав основные тенденции и проведя уместные сравнения. Ну и вот то, что вы видели, да, в заданиях тоже, да, рисовать 1-2 проблемы, которые могут возникнуть в этой сфере, и предложить пути решения. То есть все складывается на определении проектов, на завершении проектной работы и на описании решения проблемы. Ну и я вот тут на досуге села, написала тоже, да, такое сочинение по этой теме. Да, вы можете тоже взять. Я, конечно, не скажу, что это прямо супер правильный вариант, но как прожить, как может быть, да, да, вы можете почитать, вы и ваши дети могут, естественно, писать по-другому. Еще вот это, раздайте, пожалуйста, мне, да. Ну, все, я на этом заканчиваю. Спасибо за внимание.